такие? Кто такие? Хуй его знает. Короче, ладно. Я вышел заново. Угу. Тут тоже запишем. Так, давайте я стих прочитаю на татарском. Башкир, кто такой Салат Юлаев? Бля, что за вопрос? 1000 раз это задавал он, 1000 раз. Башкир, кто такой Салат? Да иди нахуй, кто, блядь. Зайди в Google, почитай нахуй, кто, блядь. Странные, блядь, люди, а. Тупые вопросы задают, блядь. Так. Туган тіл күні. Ну, я не знаю, блядь. Хуй, блядь, нахуй. Праздник каждый день, блядь. И туган тіл күні байрамы екен, блядь. Где это, блядь, видно, я не знаю, блядь. Ну, давайте, хуй с ним, кто-то написал, почитаем. Туган тіл ул йөрәк моңы. Әни әйткән тәүге сүз. Гомер буе саклар өчен безгә мирас итеп бир. Ну, это чисто кто-то пишет, стих, короче. Ну, наша тема же как раз-таки насчет языка там и так далее, обо всем это. Поэтому я к теме я его тоже сегодня в телегу себе закинул. Туган тілдә жырлар жырлап, без үскәнбез, без көткән. Ата-баба әманаты иң кадерле изге тел. Күпме тарих, күпме серләр яши аның битендә. Туган телне онытмыйк без, калсын ул һәр күңелдә. Ну, примерно поверхностно перевести, так прям на лету не переведешь. Ну, типа, говорится о том, что не забывать свой, так скажем, родной язык, знать свой родной язык, потому что это, как говорится, наш язык, как говорится, предков. Исходя от этого, мы его должны уважать, как это, ценить и, как говорится, не уничтожать. А мы, как я понял, блядь, смотрю везде, блядь, Башкортостан, Татарстан, все пиздят на русском, блядь, нахуй. Вот все, блядь, нахуй. Им, я не знаю, вот этот стих надо, блядь, я не знаю, блядь, засунуть, нахуй, везде. Не знаю, блядь, вбейте себе, нахуй, татуировки, хоть что, нахуй, чтоб вы пиздели на своем языке, блядь. Татарсың, татарша сөйләш, блядь, ёб твою мать. Башкорт, башкортша сөйләш, нахуй. Вот так, блядь. А я это проверяю, эту хуйню. Откуда? Когда я общаюсь с кое-какими людьми на сайтах, особенно с девушками, мне пишут, пиши на русском. Башкорт мне пишет, пиши на русском, блядь. Почему башкорт меня пишет такую хуйню, блядь? До этого, блядь, попадались татары. Татары тоже самое мне пишут. Пиши, говорит, на русском. У меня типа Т9, блядь, или что-то такое, отмазки какие-то у них. Да мне похуй. Что, как можно, блядь, уже, когда мне говорят, пиши на русском, уже у меня отвращение идет, блядь. Как можно с таким человеком потом уже дальше жить, блядь, который твой язык не признает и говорит, пиши на русском, блядь. Представьте, блядь, такую хуйню в Норвегии. Я когда-то уже приводил пример. Норвежец говорит, пиши на английском. У меня Т9 нету норвежского. Пиши на английском. Представьте, да? Нет, новый пример. Французы. Французы, которые ненавидят нахуй этот английский язык, они будут говорить мне, пиши на английском. Французский неудобно говорить. Или что-то в этом роде, блядь. Почему, блядь, Башкортостан, Татарстанда нету, сука, блядь, вот этой защиты, самозащиты? Почему вы такие ебланоиды, а? Почему вы так делаете, нахуй? Хуйню какую-то, блядь. Когда, блядь, вы говорите, блядь, пиши на каком-то языке, ёб твою мать, блядь.
Нихуя себе, во! В Ютубе у меня 34 человека появилось, блядь. Охуеть. А чё до этого не было никого? Пиздец, нахуй. Салям всем. Блядь. Я даже не смотрю, блядь. 38 человек сейчас в Ютубе, блядь. Значит, первый раз, когда я открывал, он был кукушный какой-то. Поэтому людей не было там, мне кажется. Второй раз он перезагрузился, мне кажется. Поэтому удивился. Башкир, учи эстонский. Да нахуй мне нужен эстонский твой, блядь. У меня своих хватает языков, блядь. Эстонский, блядь, нахуй. Хуёнский, блядь, нахуй. Я тут французский не могу выучить, блядь. Эстонский он мне предлагает, блядь. Эстонский, финский, марийский. Это пиздец ебаные языки, которых хуй ты проговоришь, блядь. Учи, говорит, блядь, еще. Тут бы проговорить бы французский еще как-нибудь. Так. Ничего, Башкортостан, Татарстанда начнете учить башкирский, татарский, когда, как говорится, мы войдем, блядь, на нашу территорию. Вот, узбекский Кора Хабар пишет. Zelenskiy prezidentlik lavozimidan ketgandan keyin Turkiyaga ko'chib o'tishi mumkin. Типа, Зеленский, если Себастьяна с Украины, может в Турцию переехать жить, оказывается. Bu uning yaqinda Anqaraga tashrifi chog'ida muhokama qilingan. Prezident Erdo'g'an tomonidan Zelenskiy va uning yaqin doiralari uchun shaxsiy xavfsizlik kafolati berilmoqda deya xabar berilgan. Ну, это типа, блядь, в Анкаре, типа, ему дали, типа, защиту, туда-сюда, нахуй, если что, типа, дали содействие, защиту, вся хуйню, короче, Зеленскому, типа, он будет, нахуй, под крылом, нахуй, Эрдогана, нахуй. Вот, типа, такое, блядь, хуйня, блядь. Так. Так, вот нехта, конец боевых действий, блядь. Давайте послушаем его, они недолго говорят. Блядь, колонка там у меня в другом месте. Ну, надеюсь, слышно. Так, Ункаша ТикТок-то? США отказываются признавать Россию агрессором и не верят в победу Украины. В Киеве рассказали, когда на фронте раздастся Примите. последний залп, а Не, казахстанцы я погибли не на войне принимаю. против украинцев. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Город Путина под жестким контролем. В Санкт-Петербурге за миллионы устанавливают системы слежки для этнической идентификации. Что известно? Европа и Ебанизм. Украина не имеют никакого пути к победе в войне с Россией, заявляют в Белом доме и призывают остановить боевые действия. Каковы условия? В Чехии подросток устроил резню, в Казахстан отправили тела наемников, а Беларусь готова впустить инспекторов НАТО на свою территорию. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Так это Оставляйте сегодняшнее также свои же. комментарии. Вроде И спасибо сегодняшнее. вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаем. ВСУ крайне важна американская военная поддержка. В Украине обсуждают, насколько критично в войне против РФ наличие хаймерсов, ракет для ЗРК «Патриот», а также спутникового интернета Starlink. Эта тема стала крайне актуальной после последних и резких заявлений Трампа в сторону Зеленского. В Киеве считают, что первым, чем может начать манипулировать президент США и Илон Маск, это отключением интернета на фронте. Важный момент для военных. Обязательно позаботьтесь об альтернативной связи. Starlink могут отключить в любой момент. Нам, а россиянам оставить. Просто технический сбой на несколько дней или недель. Если не иметь плана «Б», начнется хаос. Мы потеряем очень много людей. Определенной альтернативы Starlink нет, но есть несколько возможных комбинированных вариантов. Связисты знают. Наступление россиян продолжается, они не снижают темпы. О выросшем количестве боевых столкновений и штурмов ежедневно сообщает украинский генштаб. Зеленский же на днях говорил, что без поддержки со стороны Вашингтона Украине будет крайне тяжело выжить. О том, что помогает украинцам воевать с Когда оккупантами и восстание? насколько критична ситуация, мы поговорили с политологом, Неизвестно. военным экспертом Дмитрием Снегиревым. Американская помощь – это вся составляющая, и сухопутная, воздушная, и морская составляющая, плюс, соответственно, система связи.
новых партнеров. Во. Люди появились. На всякий, дусlar, на всякий случай, mening butun boshqa kanallarga mana bunda gruppaga kirsangiz, onda bit ko'rinib turadir bitini. Подпишитесь, а. 50 kishi kerak. Может, эфир ochiladimi, yo'qmi? Shunda не подписанный bo'lsangiz, подписаться etingiz ali. Butun meni onda mana shu mening shu окошкаga kirsangiz, onda yozilgan shu ссылкалari turib, прям bosib chiqsangiz butunisini. Haybat bo'lar. На всякий случай, потому что mana da yopsalar, men efirsiz qolaman tu. Men onda 6G kanal ochib qo'ydim, butunisini kirib qo'yarga можете. 50 kishi kerak, har birine 50 kishi kerak. В моменте военно-технической помощи мы не имеем права. Кроме того, следует говорить, что американская сторона прекрасно понимает возможные сценарии и последние заявления Трампа о том, что европейские партнеры могут покупать американское вооружение для нужд Украины. То есть Соединенные Штаты дают четко понять Российской Федерации, что и в дальнейшем готовы поддерживать украинскую сторону. Поэтому, еще раз подчеркну, американская помощь нам крайне критично важна. Боевые действия в Украине будут прекращены в 2025 году. Огонь утихнет на линии фронта. Для этого есть все предпосылки. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. Он уверяет, что на данный момент не существует ни одного формата, который бы позволил Украине получить стопроцентные гарантии безопасности. Вопрос будущего Украины в НАТО Буданов назвал сложным. Кроме того, он отказался отвечать на вопрос, можно ли было избежать российского вторжения в 2022 году. Вот здесь остановим-ка, добавлю. Тут до хрена какие-то вопросы, я проебал вспышку. Я говорил уже об этом до этого. Насчет захода Украины в Европу. Это как бы не мое дело. Мне похуй, куда она будет заходить. Но мой совет чисто. Заходить никуда не надо. Украинцам. Живите независимо. Независимо ни от кого нахуй, блядь. Шлите нахуй куда подальше всех этих хуев, которые пытаются вас, блядь, под себя подгребсти или наоборот не брать, блядь. Особенно Украину унижает сейчас Европа, типа возьмем, не возьмем, возьмем, не возьмем. Уже сколько лет нахуй мусолит вас, блядь, нахуй. Нахуй вам это надо? Вам нужно самим взять независимость, вот свою независимость. Как вот жили до этого без НАТО, блядь, живите нахуй. Но вот когда, если на вас кто-то наедет, допустим, вдруг, хуй его знает, кто-то опять, блядь, допустим, если вы до этого не хотите заебенить Путлера, ну, нападет только он, блядь. Китай или Ким Чен Ын, нахуй, не придет же вас захватывать, блядь, из пизды колена, блядь, оттуда, блядь. Явно вас только Москва будет захватывать и второй, и третий, хоть 10-й раз, блядь. Только они, пока вы его не полностью в корень, нахуй, не истребите. Это аж доху, блядь. И вот. Вам опасаться уже только Москва и все. Но если вы решите быть независимыми без НАТО, могли бы только такое заключить движение. Вдруг кто-то решит, блядь, напасть вам. НАТО, блядь, безоговорочно, нахуй, должна прийти, нахуй, и поставить войска свои. Все. Все, вот. Не нужно, блядь, проситься, умолять. Возьмите меня в НАТО, возьмите меня. Нахуй. Нахуй. А я вам приведу пример. Допустим, вот есть вот эти страны. Франция, Германия, Норвегия. Они живут охуенно. А вы сами прекрасно знаете, вот это, блядь, хуй какой-то. Эстония сейчас писал, вот Эстония, Литва, Латвия, до Румынии. Они как думаете живут, нахуй, блядь? В нищете, блядь. Они же нахуй, это как раз, блядь, попрошайки Европы называются они. Это планка еще, они уже как бы чуть-чуть уже получше стали. А вы зайдете, будете голодранцами, нахуй, называться. Голодранцы приперлись, нахуй. Понимаете? Зачем это вам надо? А? Понимаете, блядь? Нахуя европейцам голодранцы? Или вам, зачем это тамга? Это печать на лоб, нахуй. Вам нахуй это печать голодранцев, блядь.
Лучше иметь свою, блядь, вот эту идентичность, нахуй, независимость, блядь, и хуи забивать на всех, блядь, и создать свою независимость, блядь, и спокойно жить, блядь, чтоб все зарились на вас и охуевали, как вы, нахуй, после этой сраной путлерской диктатуры встали на ноги и разбогатели. Чтоб к вам все потянулись, блядь. Нахуя вы тянете Европу, блядь? Нахуй надо. И вот. А для этого, чтобы оно так было, блядь, только одна задача. Полностью уничтожить Москву. Вот только тогда, как я до этого всегда я вам говорил, вся Москва, вот это зигзагом до Воронежа, хуй догонишь, с Рязани, все будет Киев-2. Киев-1, Киев-2. Туалет Зеленского. Можете, блядь, полностью бункера, Рублевку обсирать нахуй. Все можете обосрать там, блядь. Всю Москву можете сделать туалетом нахуй. Добро даю нахуй. Уничтожьте нахуй полностью Москву, блядь. Как вашу полуукраину снесли нахуй в серую зону, блядь. Вы тоже так же. Вот так. Создайте пыль нахуй в Москве, блядь. Чтоб везде вот эти вьюнки нахуй, пыльные нахуй только были там. И все. Голая степь нахуй, блядь. Сделайте так, блядь. Вот и все. Закопайте Москву раз и навсегда, блядь. Вместе с людьми, нахуй. И эти люди тоже не нужны. Гнилые, нахуй. Москалята сраные, нахуй, блядь. Всех нахуй заебеньте, блядь. Чтоб потом вот такие всякие Трампы не пиздели, нахуй. На вас, блядь. Надо будет и Америку потом. Можете закопать. Если пиздеть будут, нахуй, блядь. Да хуя. Понимаете? Поэтому, как говорится, забрать все это московское болото, нахуй, это ваша окончательная, нахуй, защита на всю вашу оставшуюся жизнь. Внукам, правнукам, всем нахуй. Не вора-чевора, всем хватит нахуй, блядь. Понимаете? И как раз таки вот эта тактика именно мне лично и нужна. Чтобы потом полностью Башкортостан с Татарстаном тоже, как говорится, овладел новыми территориями, стал независимым, и мы будем вместе жить спокойно, блядь, никто ни на кого не нападает, нахуй, все сытые, обутые, все, хуйню не маемся. Вот как, блядь, нахуй, 28 стран, блядь, Европы, почему они такие никчемные жили тут? Непонятно, блядь, у них даже на шкребсти 30 тысяч армии только выходит. Почему они так жили? А потому что, нахуй, они не хотели ни с кем воевать, блядь. Поэтому они жили и живут, блядь, спокойно. Нет здесь, нахуй. Не видите, я вам постоянно снимаю видосики туда. Говорю, вот старое здание, рухлить, я говорю. Я даже порой иногда издеваюсь. Потому что, ну, реально рухлить, блядь. А почему? А потому что, нахуй, здесь никто ничего не бомбил, блядь. Они не воевали здесь, блядь. Они воевали на своих каких-то других плацдармах, блядь. Здесь все на месте стоит, блядь. Может, даже где-то что-то рушили, но не до такой степени, как Путин, нахуй. Значит, как Путин, равнитель, нахуй, здесь никогда не был, блядь. А то бы ничего не было бы здесь, нахуй. Этого старья, блядь, ихнего. Замки, хуянки стоят, блядь, на месте. 500-летние, нахуй, блядь. Церкви, блядь. Не видите, какие? 100-летние. Старые, страшные, блядь. Даже так. Подумаешь, блядь, думаешь, какие-то Кощей бессмертные, нахуй, там жили. Поэтому только этот, нахуй. Вот такой метод, блядь, уничтожения, блядь, Москвы приведет всем нам какое-то благое, блядь, нахуй состояние, блядь, спокойствие, наверное, на долгое время, я думаю, пока опять не вылезет какой-нибудь хуй, блядь, подобие Путлера, нахуй. Какой-нибудь македонский, ебаный, блядь. И все. Короче, ладно, идемте дальше, слушайте уж, это не будем долго. Почитаем. Вот, почему Visa и MasterCard... Сейчас вырублю. Так, сейчас я посмотрю комменты. Ты сам в России? Когда восстанет? Извиняюсь, вы в России? Хочешь, чтобы я в России был, что ли? Иншаллах, будем.
Так мы и хотим так жить. Отъебитесь от нас все. Оксана Химилюк. Ассалам алейкум, брат. Валейкум ассалам. Оксана Химилюк. Так мы и хотим так жить. Отъебитесь от нас все. Как вы хотите жить? Что-то я не понял. Проебал вспышку. Че будет? Беги, че? Откуда ты такой взялся? Откуда? Как и все из пизды? Если что, нахуй, блядь. Или что, блядь, адрес потерял свой, что ли, нахуй? Все мы из пизды вышли, если что, блядь, нахуй. Откуда взялся? Вот такие тупые вопросы, нахуй. Каждый, нахуй, от своей матери взялся. Так что, блядь, надеюсь, адрес вам я указал, нахуй. Уёбок, блядь. Откуда взялся? Инан тишигеннан, нахуй. Паша, блядь. Так, почему Visa и MasterCard не вернутся в Россию в ближайшее время? На фоне переговоров России и США после выборов Трампа появились новости о возможности возвращения Visa и MasterCard в Россию. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, системы могут вернуться, но это будет сложно, так как Россия уже привыкла к своей платежной системе. При этом Visa и MasterCard останутся востребованными для международных случаев. Однако официальным заявлением от компании нет, и многие эксперты скептически относятся к этой новости. Более подробно о том... ну тут был блок, короче, нахуй. Почему не стоит ждать возвращения Visa и MasterCard? Понятно. Короче говоря, что вернется или нет, неизвестно, блядь, тоже. Все гадают, нахуй. На кофейной гуще. Ну, это тоже я чисто провел. Депортация узбекистанцев из США идет. Вот Трамп, видите, дожил до чего, блядь, нахуй. Депортирует всех подряд, нахуй. И, ну, тут чисто поверхностно я прочитаю, просто это я смотрел вроде бы. Стрельба при задержании. Полицейские остановили машину, в которой предположительно были уроженцы Таджикистана. Подозреваемым оказали сопротивление. Там пих-пах, блядь, нахуй, что-то было у них, блядь. Так, окей, идем дальше. Это я посмотрю. Так, и тут что-то я говорил. Вот здесь я еще поймал такую тему. Руслан Габбасов об ЛГБТ-людях в независимом Башкортостане. 3 августа 1994 года был подписан договор о разграничении предметов ведения взаимного делегирования полномочий между органами государственной власти. Ну, чуть-чуть тут давайте послушаем. Никто не будет, конечно же, у нас убивать или выгонять за то, что там человек не той сексуальной ориентации. То есть никто в постель никому не будет. Но я против того, чтобы у нас в республике была пропаганда. Вот ЛГБТ, чтобы у нас в школах проходили подобные уроки, чтобы у нас заключались браки, чтобы у нас проходили какие-то гей-парады. Я против этого. А если люди будут за это поступать? Вот для этого я считаю, что нужно... Туран нам не нужен. Вы спросите у людей. У нас в Республике Башкортостан, я считаю, живет достаточно консервативное общество. Да, но у нас наверняка есть представители ЛГБТ. Ну, конечно, есть. Поэтому я же говорю, никто не будет их выгонять, естественно. То есть они как жили, так и будут жить. Но выставлять вот это вот, да, свою принадлежность к ЛГБТ, я считаю, что это неправильно. Если помните, я об этом 1000 раз вам говорил. Он отвечал на Идель Реале, этому Рамазану Алпауту. Вот я бы ему тоже эфир дал бы. Ну, конечно, блядь, надо будет поменьше материться там, блядь. Или вообще не материться. Они заебутся пикать, нахуй. Короче, смотрите, насчет ЛГБТ, блядь. Насчет голубых, нахуй, этих, блядь. Как они говорят, гей-Европа, блядь, нахуй. А сами не понимают, что, блядь, там Эйнштейн ваш-то, блядь, нахуй. Тот еще пидорочек, а? Эйнштейнчика, блядь, нахуй. Ебли-то, а? Девчонки-то его ебли, нахуй, каким-то, сука, самотыком. Мы-то видели уже, блядь, нахуй, у Майкла Найка, блядь, или
где там нахуй. Короче, насчет голубизны, блядь. Я до этого уже 1000 раз об этом говорил, просто наткнулся на такую тему Габасова. Уж давайте прокомментируем, добавим более мощного, так скажем, ответа. Трогать их, само собой, никто не будет. Но, если помните, в мае в прошлом году, вот здесь я вам видосик снимал, и тут парад идет Палестины, а потом еще чего-то еще, и там сзади парад геев, короче, тоже идет. Вот такая хуйня не будет, блядь. Это я вам снимал еще, блядь, у меня, может, оно есть в этом ютубе где-то, я не знаю. Ну, заблокировалось, может, я не знаю. В ТикТоке есть, в старом ТикТоке есть. Короче, парад, само собой, вот этих голубых, нахуй, Башкортостана, Татарстанда однозначно не будет. У нас, само собой, будет исламское государство, Аллаберса, где будет первостепенная тема, это ислам. И никто нам не будет диктовать свою, блядь, сраную, нахуй, крестоносовскую или какую-то ЛГБТшную или еще какую-то хуйню. Поэтому у нас будет настоящее исламское государство. Но тем самым это не означает, что мы будем какими-то ебаными игиловцами, нахуй, блядь, каким-то, нахуй, Хизбут Тахри, еще какой-то, блядь, всякой хуйня, блядь, это сектантская, блядь, нахуй. Это тоже не будет у нас, блядь. Ебал я в рот, блядь. Мы, короче, ни туда, ни сюда, уртадан барабыз біз. Уртадан. Бізге ни налево, ни направо, нахуй. Расстрел, блядь, сразу. Просто у нас будет цивилизация. Вот и все. И это не означает, что ЛГБТшники будут махать своими флагами, нахуй, какими-то, нахуй, и везде будут я гей, я гей. Нет, такой хуйни не будет, нахуй, блядь. Это Аллах сакласам, блядь, астафируллах. Это вообще, это ни в пизду, ни в армию называется это, блядь. Ни в какие рамки не влазит, блядь. Я для них в других эфирах я вам уже отвечал насчет этого. Уж давайте отвечу и здесь. Они могут, как хотят, нахуй, жить у нас. Хоть в жопу пусть ебутся, хоть в рот ебутся, нам похуй. Мы, чтоб их не видели, нахуй, и не слышали никогда, блядь. Чтоб ни на каком новостном, блядь, мероприятии, не дай Аллах, кто-то про них где-то сказал, блядь. Чтоб мы их не слышали. Как обитатели вот этого Башкортостана, Татарстана пусть живут, но никакой рекламы, никакого новостные паблики, хуяблики нигде мы не видели. Всякие сборы ихние, блядь, хихихаха, блядь, вот этого не должно быть, блядь. Мы их не видим. И я это приведу мощнейшим аргументическим примером. В каком понимании? Если помните, вот видео пошло, когда женщина кушала и никап подымала и кушала в Дубае или где-то там. А это какие-то иностранки засняли и в ТикТок заложили. Везде, пиздец, позор пошел везде. Да, как пытались опозорить ее. Типа она вот так подымает и кушает, блядь. Примерно так. Представили, да? Вот примерно так. Мы же это не пиздим где-то нахуй. Вот этой хуйню не маемся. Мы же не афишируем, что, блядь, вот мы как бы так ходим, фантомасы, не фантомасы. Мы же это как бы, так скажем, блядь, ну как сказать, блядь, вот не заставляем, как бы, чтобы мы видели это прям, вот давление какое-то делаем. Нет, мы же, я же до этого говорю, блядь, мы же не ИГИЛ, нахуй, блядь. Мы хуйню не маемся. И значит, блядь, нахуй, эти, блядь, бойцы, нахуй, за жопу, нахуй, голубизна эта ебаная, не должна, нахуй, вообще, как, сука, вообще, их не должно было вообще, не слышно, не видно, нахуй, блядь. Вот так, понимаете? В республике Новом Башкортостане и Новом Татарстане. Не должно этого, мы не должны это видеть. Жить они могут, похуй, как человек, пусть живут. Мы же не людоеды, как Путин, нахуй. Мы же не маньяки. За слово какое-то сажает на 7 лет, блядь. Карахалок Алсынов. Допустим. И за ним сколько людей пошло? По 8, по 10 лет, нахуй. Зачем, блядь? Поэтому у нас не будет такой, блядь, так скажем, привзятости к этой хуйне, блядь. Но главное, без парадов с флагами и всякой хуйни. Для этого у них есть вот
прародина, так скажем, Европа, Америка, где это эти геи вышли вообще? Вот там пусть они гуляют нахуй. Нам похуй на них, блядь. Вот они пусть там парад делают, хоть что делают, похуй. Но я вам одну вещь скажу. Когда мы уничтожим Москву, никто не будет оттуда бежать в Европу и говорить, что нас, геев, прессуют. Или лесбиянок. Я знаю здесь 2 лесбиянок из Питера. Ну, давно уже не общаюсь, потому что у нас не по пути нам, они узкожопые. Узкожопые 2 женщины из Питера, лесбиянки. Тоже они вот приехали, вот пытаются, я не знаю, они получили документы или нет, я не знаю. Ну вот живут же, живут. Мне похуй до них, им до меня похуй. Все, никто никого не трогает. Все. Вот примерно вот так должно быть. Вот есть места, значит, получается, подобие, представим, блядь, пример Ибица, нахуй, да? Прям, название, да, Ибица, нахуй, говорит, да, как ебиться, нахуй, блядь, там надо, да? Вот подобие Ибицы, нахуй, пусть там тусуют вот такие, блядь. Ибица, блядь, нахуй, да хоть похуй, что они хотят там делают, допустим. Вот все, вот у них свои должны быть острова, или я не знаю, блядь, создайте, блядь. Как я всегда говорю, когда мне говорят, вопрос задавали, вот сейчас захватят, вот, не, помню, вот в каком-то в Телеграме мне один чувак мозги делал мне. Вот, типа, скоро вот захватят там Узбекистан, Азию, эти какие-то игиловцы. Я, допустим, да, ведь не против того, что если они захотят, если они узбеки, таджики, допустим, они же наш народ, если они захотят, блядь, где-то создать какую-то часть своей земли, что-то, не трогая нас, пусть живут, блядь. Почему мы должны их пресекать? Когда геям, нахуй, мы даем волю, а почему игилы и всякие вот это поеботина, которые там они пытаются что-то создать, они должны быть кемсетельген, присмыкающие. Почему? Значит, тоже непорядок. Пусть живут. Главное, нас не трогают. Башкортостан, Татарстан не взрывают. Kütlerin kısa birisin. Понимаете? Вот примерно так. Поэтому, когда я же говорю, блядь, с Габасовым нужно посидеть, или он меня послушает и меняет свою тактику мозгов, блядь. Или мне нужно с ним посидеть тоже, полялякать нахуй. Потому что у него тактика, как под пизде ладошкой, блядь. Такой тактикой, нахуй, Башкортостан не будет свободен никогда. Я это миллион раз постоянно указываю. Нам нужны такие люди, которые реально поставят Башкортостан с Татарстаном на оружие. Нам нужны такие люди, которые возьмут в руки оружие. Пойдут на любой кипиш нахуй, лишь бы защитить свои права. Допустим, если уж речь зашла о геях, сопоставим положение. Даже геи с флагами выходят. А мы, мужики нормальные, не можем в руки взять автомат и ебануть Путлера, блядь. Есть разница? Трусость, скажете. А? Нет. Это эгоистическая нахуй вот эта натура людей, где моя хата с краю. Похуй. Вот это вот, понимаете? Вот этим, блядь, мы и живем, блядь. Когда нас ебут, подобие вот 80-100 человек с Алсыновым сели, Алсынов сидит, и нам похуй, блядь. Понимаете? Мин шунарга, мин очумкиля, блядь. Мин шунарга, блядь. Мин вообще, блядь. Я всегда вам указываю, из-за мобилизации только начал в этот путь, вошел я, блядь. Наверное, это был для меня причиной толчка этим высказыванием моим, блядь. И сижу я вот вам с вами, вот, допустим, постоянно
пока у меня эфиры есть. Потому что, блядь, нахуй, нужно как-то заканчивать этой хуйней, блядь. Мы же, блядь, не созданы быть по жизни рабами, блядь. Когда у нас уже идет осознание, что уже перебор, блядь. Перебор, что нас ебут, блядь. А вы, блядь, рады, что вас въебут и живете дальше, блядь. Ну как, блядь, с вами, блядь, по-другому общаться? Если вам, блядь, не доходит, что, блядь, нахуй, мы уже все уничтожаемся с другими, блядь, людьми, вот так становимся, блядь, в каше, и получается, нахуй, уже мы не знаем, кто мы, блядь. Конечно, нахуй, в этот момент, нахуй, узкожопые, нахуй, берут верх, блядь. Потому что они знают, кто они. Они узкожопые. И тебя хотят сделать такими же узкожопами, блядь, нахуй. А ты говоришь, ярар, давай, сек, меня рахат, блядь. Вот вы на рахате и живете, блядь. Понимаете, блядь? Как в песне, блядь. На рахате, блядь. Во. Зачем вам этот рахат, когда вас ебут, блядь? Вы же не отличаетесь от этих геев, нахуй. Всего лишь, нахуй, вы на парады не ходите. Так вы такие же геи, блядь, ёпта. Только знаете, какие еще? Как там говорят, пассив, блядь, не пассив, да? Как там у них? Вот это, да, вроде бы, блядь, нахуй. Пассивный, активный, блядь, нахуй. А вы, мне кажется, пассивные, потому что вы даете постоянно, нахуй. Берете в себя, так скажем, блядь. Понимаете, нахуй? Поэтому, когда человека, вот мы рождаемся, блядь, мужиками, bizda кутак бар мына, кутак, блядь. А кимдадыр пятак бар, блядь, нахуй. У кого-то есть кутак, у кого-то есть пятак, блядь. Вот если у кого есть кутак, босагыз нахуй, Мәскәүгә каршы көрәшергә, блядь. Если у вас нет, как говорится, кутага, вместо него пятак, нахуй, значит, блядь, отрежьте нахуй, блядь, тогда. Нехуй носить в трусах кутак. Потому что вы не способны, нахуй, блядь, нахуй, это свой причиндал, нахуй, носить, блядь, вместе с яйцами, нахуй. Отрежьте нахуй, блядь, в корень, нахуй. И сделайте там пятак, нахуй. И будьте лучше вот этим трансами, нахуй, блядь. Понимаете? И то, может, блядь, добавитесь, нахуй, к этим гей-парадам, нахуй, и хотя бы начнете флаг носить в руках, нахуй, блядь. Понимаете? А не автомат, блядь. Вот. Вот ваша, блядь, нахуй, как сказать, блядь, ценность, нахуй, идентичности, о котором Путлер постоянно вам внедряет, нахуй, блядь. Понимаете? Вам он внедряет то, что, блядь, нахуй, идентичность узкожопых, она такова. Что нацисты, укропы, нахуй, в Украине, и мы победим их, блядь. Вот ваша, блядь, нахуй, идентичность, блядь. А в итоге вы все пидоры. Итог один. Вы пидорюги, нахуй. Те еще, блядь, которые, блядь, со времен СССР, нахуй, сидите и воспитываете своих детей в этой пидорастической России, блядь, нахуй. Как говорится, пидорасии, как я всегда люблю говорить, нахуй. И тем самым, блядь, кичитесь, нахуй, убивая украинцев. И еще, блядь, нахуй, в этом же в маньяческом, нахуй, параде, нахуй, умирайте сами, блядь. Уменьшайте наш, блядь, генофонд, нахуй, Башкортостан с Татарстаном, блядь. Вот к чему вы, нахуй, ведете наш народ, блядь. Не в том смысле, что вы манкурты и вы пидорасы, похуй умираете, блядь. Есть такие тактики людей, блядь, которые вас не жалеют, блядь. Нет, тут не в жалости дело же, блядь, нахуй. Дело в том, что ты тупой, блядь. Ты умираешь, не зная зачем, блядь. Ты бы, ладно, умирал бы за что-то, блядь. А ты умираешь, блядь, сука, блядь, не успел родиться, 18 yaşlıklar, дохнете, как мухи, нахуй, непонятно зачем, блядь. И самое обидное здесь, блядь, что это не понимают вот эти родители этих людей, блядь. Вот самая, блядь, так скажем, блядь, печальная вещь, блядь. Родители, блядь, нахуй, этих людей
До такой степени, нахуй, блядь, нахуй, зомбированные, что, блядь, своих детей им не жалко послать за этого пидора Путина, блядь, чтобы он сдох, блядь. Или приехал, нахуй, без рук, без ног, и без головы, без яиц, нахуй, и так далее. Вот. К этому вы, получается, пришли в свои вот эти, грубо скажем, в 50 лет, допустим. Ну, потому что вы же детей отправляете 18-летних, примерно 50 лет вам, допустим. И что вы хотите после этого, блядь, нахуй, Башкортостана с Татарстаном оставить? Вы когда-нибудь думали оставить что-нибудь за собой? Вы вот когда-нибудь зацикливались над тем, что син мына Башкортостандан, син Татарстандан? Это я еще вам говорю, который родился в Узбекистане. Я в идеале должен топить за Узбекистан. Но я за него тоже топлю. Косвенно хотя бы. Потому что не в моей юрисдикции в данный момент сейчас она. А вот Башкортостан, блядь, Татарстан прямолинейный нахуй. По моей теме сейчас. Это моя родина. Моя родина предков. И вы, живя, блядь, нахуй, родившись в Башкортостане и Татарстане, до такой степени бестолочь, блядь, бестолочь, которая, нахуй, блядь, не знает, блядь, за что живет, за что умирает, блядь, и не осознает, что син башкорт и син татар, блядь, шунда туылып үскен Башкортстан менен Татарстанда киндик каның түгілген инең сигин, блядь. И син шуны аңламыйсың, блядь, аңламыйсың, блядь. Как можно, блядь, вам после этого, нахуй, блядь, внедрять, что, блядь, мы сейчас умираем? Дословно умираем. Мы просто умираем, что, блядь, нахуй, наш народ, блядь, исчезает до такой степени, что вы думаете, что в этой пидорасии вы тоже так же там щереп улясыз шунда, нахуй, блядь, кортайып. Базара нет. 500 лет наши предки умирали. 500 лет вот. Как Казан ханлыгы түшкәннән бирле 500 ел без раб, кул. Ну, базара нет. И что? Туксан алты кеше утыра монда. Нидер куттак баш нәрсәдер яза, авызына сыгым. Ябыйм әле бу ташыкны. Нерва трубка. Шундай хәл, дуслар. Шунарга белмим. Монда запись тоже сейчас включу. Так что, наверное, время осознавать пришло, наверное. Осознать то, что мы очень, ну, таком, знаете, не в тупике, а в полном пролете. В каком смысле? Бабло наше сливается с Башкортостаном. Халық үлә. Гомер бөтенне безгә бер мәртә генә бирелә. Бер мәртә генә. Допустим, я всегда говорю, 100 лет, допустим, берите 1 век. Одного жизни человека 1 век. Все, вы больше не живете. Так скажем, вы больше не жилец. Но вы даже этот 1 век нахуй, блядь, достойно не можете прожить, блядь. Вы живете, во-первых, в рабстве, отдаете все бабло нахуй Москве, полуголодные, полуголые, без дома, полный нахуй разъеб нахуй Башкортостан, Татарстаном, этими всякими манкуртами, Хабировыми и Миниханами. Только они шикуют. Вы чисто, блядь, нахуй, так скажем, не живете, а существуете, блядь. Как эти, блядь, нахуй. Временные, так скажем, блядь, населители, или как это, население, населяторы, блядь. Населяторы земли, блядь. Просто, блядь, побыли чуть-чуть, нахуй, и Себастьяну, блядь.
И ничего вы за собой даже оставить не можете, блядь. Оставить, блядь. Нәрсәгә дөньяга килдең, нәрсәгә киттең нахуй. Сез даже аңламыйсыз. Ташбаш кебек, блядь. Мы вот этот тошбашлыкны пытаемся мы донести вам. Руслан Габасов и другие доносят вам это как, я не знаю, блядь, из пещеры нахуй, как будто, блядь, нахуй. Как-то, блядь, долго и как-то вот так, блядь, нахуй. Непрямолинейно. Вот так, нахуй, зигзагами, нахуй, блядь, вам доносят. Ну, тоже вроде доходит вам это, но похуй вам, блядь. А я вам пытаюсь вот прям прямолинейно, нахуй, доносить это. Но сіз тоже, нахуй, нихуя, блядь, аңламайсыз шуны, блядь. Ну, ничек сізге аңлатырға, блядь. Ну, не до такой степени бит инде Башкортстанда, Татарстанда аңгыра яши, блядь. Аңгыра бит инде анда бөтенесе булса бит инде дәүләт булмасы. Все вы в кандалах ходили бы, наверное. Значит, пока не в кандалах, значит, аңгыралык юк әле пока. Ну вот, наверное, это достигнет к этому, придет, блядь. В кандалах начнете ходить. Может, просто я еще тороплюсь? Может, блядь, скоро, блядь, и металлолома не хватит, чтобы вам, блядь, кандалы делать, нахуй. Придется закупать, блядь, в Америке. Чугун, блядь, какой-нибудь. Так, вот здесь вот. Вот здесь меня убило, блядь. Мне комментарии написали, блядь, в новых моих ютубах, блядь, комментарии тут понаписали. Я решил уже закинуть сюда, почитать, блядь. Какой-то хуй пишет, блядь, когда я сделал стрим Украине, написал украинцам такую тему. Украина, жду стрим со спикерами, с большими людьми, да, ну что-то такое вот написал где-то в новых моих ютубах, может посмотреть, что-то я говорил. Короче, туда мне пишет какой-то хуй, ну явно узкожопый. Башкир обращается к нацистам, клоун. Понимаете, блядь? Какой-то хуй, комментатор, пишет, блядь, нахуй, что, оказывается, я украинцам, нацистам обращаюсь, оказывается. Понимаете? Я просто удивляюсь, кто здесь нацист, блядь? И сколько мы об этом говорим, блядь, нахуй. Вся эта хунта, как этот Путлер говорит, хунта, блядь. Хунта в Москве, блядь. Притом, нахуй, вот именно нацистская, нахуй. Гестаповская, блядь. Второе что-то пишет тут. Драгон какой-то. А почему ты так уничтожитель? А почему ты как уничтожитель Москвы не идешь воевать за Украину, а сидишь в интернете, высираешь, что надо воевать им? Но это предположительно, наверное, написал какой-то украинец, нахуй. Долбоеб. Это или узкожопый, или украинец написал. Ну, я могу ответить. За Украину воевать я не собираюсь. Это я вам 1000 раз говорил, блядь. Я за Башкортостан и Татарстан буду воевать. Но плацдарм ваш в данный момент открыт для использования. Если вы свои глаза открыли бы, мы бы использовали его по своему назначению. Тем самым и вам это была бы охуительная помощь. По последним нахрен моим мышлением я вам говорил, что мы, до этого говорил я, в Башкортостан пойдем, а тут появилась такая тема, что мы через Крым пойдем, допустим. А если мы идем через Крым, значит мы Крым вам уже освободим. Делайте, что хотите с этим Крымом потом. Похуй. Пусть она ваша будет, или они сами будут жить, блядь. Похуй нам, блядь. Но это уже будет плюс для вас, блядь. Если мы войдем, блядь. Лучше же что-то, чем ничего, блядь. Идем дальше. Как хуй пишет Александр какой-то. Жди ФСБ. Жду. Приезжайте. Ты почему стримишь, а не воюешь?
Ждешь, когда тебя будут освобождать? Ну, кто-то написал. Не знаю. Юзер какой-то, блядь. Фархад Джураев какой-то, блин. Фархад Джураев пишет. Смеется. Ты сначала мысль свою научись формировать правильно, а потом перед зеркалом потренируйся ее правильно воспроизвести, без твоих этих МБЭ. Ну, Фархад Джураев, если ты попадешь в мой эфир, я тебе тоже отвечу. Как говорится, МББ, нахуй, блядь, делаешь ты. Почему? Потому что, нахуй, блядь, я, по крайней мере, веду эфир, блядь. Хоть МБ, нахуй, блядь. А ты, как говорится, мычишь там, нахуй, блядь, без эфира, блядь. И без, нахуй, крашу, так скажем. Без, так скажем, крашу, как это на русском, блядь, нахуй. Без борьбы, нахуй, против, откуда там, нахуй, из своей, сука, нахуй, Фархад Джураев, блядь. Но явно, наверное, узбек. Борись, нахуй. Борись за свою независимость Узбекистана. Вы-то получили независимость, но вы сосете у Москвы. 37 миллионов сосете, нахуй. Для вас я отдельная тема, я постоянно же вам говорю, блядь, нахуй. Проблем нет вам постоянно говорить об этом. Не устану говорить, блядь. Поэтому, как говорится, вот это ожидать от Фархата Джураева, блядь, ну это пиздец, нахуй. Ну, явно узбек или таджик, нахуй. Главное, на русском написал это. Интересно, блядь, самое главное, блядь, нахуй. Я поражаюсь над такими людьми, которые пишут на русском. Тем самым думают, наверное, зачмурить меня перед обществом, что ли? Да ебал в рот, нахуй, блядь, вас всех, блядь, нахуй. Мне похуй ваши, блядь, нахуй, какое-то, нахуй, пытание унизить меня, нахуй. Да мне до пизды до вас, блядь, нахуй. Вы ублюдки, нахуй, тупорылые всякие фархадики, нахуй, хуятики, всякие баклажаны, нахуй, и всякая, нахуй, поеботина сраная, нахуй. Вы перестаньте сперва подметать Москву, сядьте, нахуй, вот в эфир, нахуй, и начинайте гундеть, нахуй, про свою страну, блядь. Какая она хорошая у вас, или какая она, нахуй, рабская, блядь, к Москве, блядь. Потом мы посмотрим, нахуй. Каждому это касается, нахуй. Каждому, который подметает Москву, блядь. Потом, нахуй, фархатики, нахуй, надеюсь, были, уже будете затыкаться, нахуй, блядь. Надеюсь, я вам ответил, блядь, уёбок. Татьяна Оружила. Заретишите, чё, блядь, зарешитесь к ну, наверное, запишитесь, блядь, сука, запишитесь к пмихитеатру блогер. Ёб твою мать, нахуй. Уёбки. Хотя бы пишите без ошибок, узкожопые сразу. Или кто вы там, нахуй. Короче, я так понял. Запишитесь к психиатру блогер. Окей. А может я с психбольницы, нахуй, веду вам, нахуй, эти эфиры, блядь. Откуда вы знаете, нахуй? Может я в психиатрии, нахуй, лечусь, нахуй, блядь. Вот у меня эта хата, видите, блядь, белые стены, нахуй, психбольница, может. Откуда вы знаете, нахуй? Как говорится, это Европа, детка, нахуй, блядь. Все может быть, нахуй. Так что примерно так. Овца ебаная. Так, идем дальше. Вот этот, блядь, меня убило, нахуй. Про Эрдогана это ты зря. Он очень мудрый политик. Ой, блядь, нахуй, блядь. Мудрый политик Эрдоган, блядь. Аузанасыгин, блядь. То, что он сейчас с Россией дружит, не означает, что он нас, мусульман, тюрков, предает. А что он делает? А что он 500 лет, нахуй, Алдар Батыра я вам почему начал читать, нахуй, Как раз там, блядь, про Гирея написано, про Мехмета, Хуймета, блядь, нахуй. Ташага, блядь, нахуй, турецкого, нахуй, который сказал, мы дружим с Русней, блядь, мы с Русней дружим, нахуй. Поэтому кто-то там вопрос мне задавал про Туран. Пошел нахуй со своим Тураном, нахуй. Күтіңе тығып, нахуй, нашла дрочить етіп, ойнаған күтіңе тығып Тураныңна. Аңладыңыз ба? Туранисты ебаные, нахуй, блядь. Идите нахуй, блядь, туранисты. Затрахали вы меня уже везде, блядь. 1000 раз я вам уже сказал, блядь. Туран, мы сыкмягыз, нахуй, блядь. Туран, блядь, нахуй. Эрдогандан, нахуй. Берите у него в защеку, нахуй, и ебите с ними, нахуй. Читаем дальше. Геополитика это называется ситуативное партнерство. Сыккямен, нахуй, такое партнерство. 500 ел, нахуй. Түріклер партнерство, блядь.
Алдар Батырны укығыз, нахуй, блядь. Кому надо, я вам скидывать буду Алдар Батыра. Читайте, нахуй. Время есть, читайте книжки, нахуй, блядь. Я вот начал читать, нахуй. Понимаете, блядь? Никогда в жизни не читал книги, блядь. Когда стороны меняются выгодами, выгодами 500 лет меняется, турки выгодами, когда нас 500 лет, нахуй, татары и башкиртов ебет Москва, блядь. И выгодно, нахуй. Нам выгодно, блядь, а туркам выгодно, нахуй, блядь, Москвой. Ах, блядь, я же в психушке нахожусь, блядь. Оузан Сигим, блядь. Турция еще слабая в одиночку выходить против всех. Против кого всех, блядь? Против кого всех, блядь? Башкир, блядь, татар, нахуй, блядь, нахуй. Против любого может выйти, если они вообще могут выйти, блядь. Причем тут, нахуй, против всех, блядь? Одна Москва только есть. Где все, блядь? Эрдоган в НАТО, блядь. Где все? Она играет на противопечиях между державами. Какими, нахуй? Мишуна и там битинда, вам что, по-другому сказать, нахуй? На несколько стульях хуев сидит, вот таких, блядь. Хуев, блядь, на коле. На колах сидят они, блядь, эрдоганчики эти, блядь. То на Русне сидит, то на Европе сидит, то на американцев сидит и пляшет. У кого же, блядь, ялдыр, нахуй, большой, блядь. Вот с ним он и кайфует, нахуй. Также и Россия, кстати. Это как звери в лесу. Несколько особей объединяются против более сильного врага, хотя и между собой у них тоже терки. Я ему ответил коротко. Мен принципиаль оларны яратмым. Türkler сигилсенлер. Türkler сигилсенлер, нахуй. Я вам это постоянно это говорю, блядь. Мен кутагамы куйганмын эрдоганларга, түрклерге, нахуй. Я же вам постоянно по истории напоминаю, нахуй, что эти гниды, нахуй, перемешанные армяне, греки и всякая шушера, нахуй. Всякие албанцы еще там внутри. Вся хуйня, блядь. Там нет тюрков, блядь. Там нет башкиртов, блядь. Там нет татар, блядь. Там нет узбеков, нахуй, блядь. Понимаете? Это полная, нахуй, сперматозоидная война, нахуй, блядь. Хуй поймешь, кто там, блядь. Это хуй поймешь нация, блядь. И не надо, нахуй, нас сравнивать с ними, нахуй. Если вы такие, ну идите, нахуй. К ним и живите у них, блядь. Забудьте, что вы, нахуй, блядь, казахи. Забудьте, что вы, нахуй, узбеки, нахуй, татары, башкиры. Идите туда, езжайте. Стамбул, оставьте, нахуй, эти земли россиянам, блядь. Узкожопым оставьте, уйдите, нахуй, блядь. Нахуй мешаете, блядь. Поэтому башкирт белән татар бер качан, нахуй, урыстан соң башкасына баш имәскә тиеш. Вот наша задача. Наша задача только поставить на ноги свою нацию. Есть своя нация. Принципиально будем давить на нацию. Почему? Потому что, блядь, нахуй, когда вас говорят, причисляют к тюркам, еще кому-то, кому-то, нахуй, дохуя выходит каких-то оплошностей, блядь, нахуй. Первое самое, знаете какое? Если мы тюрки, а почему те другие независимые нахуй тюрки, а у нас сагим нахуй, мустахиль тюрклер нахуй, не помогают в течение 500 лет, блядь? А? Почему? Нету, как он говорит, мощи у них, блядь. Мощи нету, да? А вам не кажется, что им надо поменять свои правительства, поставить адекватных, подобие Зеленского? А? Здесь что-то вам не кажется, что какой-то еврей Зеленский оказался 1000 раз лучше ваших сраных правителей? А? Вам не кажется, Зеленский, который может хуй положить на Путина, блядь? А вы, тюрки, не можете что-то положить, а? Эрдоган не может, а? Где там Туран, блядь? Шунарга, мен Узбекистаннан, и я одну вещь запомнил. Кутинге жауап бер. За свой жопа отвечай, блядь. Если не можешь отвечать на свой жопа, а то выебут нахуй. Понимаешь, да? Такой акцент вам катит, нет?
Поэтому, туганлар, нахуй, когда вы что-то пиздите, пиздите нахуй с ответочкой. Если нет ответочки, нахуй, блядь, не надо пиздеть, блядь. 500 лет, нахуй, в рабстве, нахуй, башкирт, блин, татар, нахуй, еще никто не помог. Никто, нахуй, блядь, не помог, блядь. Грыземся между собой постоянно. Вот это терки, блядь, нахуй. Как, у кого елдырь больше, нахуй. Вот, все. А в этот момент, нахуй, Москва нас сжимает, блядь. Вжимает и уничтожает, нахуй, наше население, блядь. А мы смотрим на Палестину, только ой, смотрим на Сирию, ой. И все. И все. Понимаете? Поэтому порой, блядь, нахуй здесь, даже вот так подумаешь, нахуй мне эти, блядь, вот эти туганлар, не туганлар, блядь. Легче, нахуй, договориться, блядь, какими-то, нахуй, захватчиками земель, блядь, такими же игиловцами или всякими группировками, нахуй, легче договориться, сказать, давай так, договоримся, мы тебе, нахуй, в республике, нахуй, Башкортостан с Татарстаном выделяем землю. Короче, да, выделяем землю, какой-нибудь клочок земли, какой-то райончик им отделяем, за то, чтобы они нам победили Путлера этого, Москву разъебали. Легче так договориться, мне кажется. Мы им даем землю, они нас не трогают, мы их не трогаем. Они приезжают своим табуном своим цыганским. Пусть похуй там ИГИЛ будет у них, фантомас, маски шоу, да хоть похуй, блядь. Главное, они нас не трогают, мы их не трогаем. Никакого расширения у них земель не будет. Захотят, пизды получат потом уже, если вдруг здесь что-то двигаться будут. А так все. Допустим, я бы им предложил бы как раз новые места Челябинск с Екатеринбургом. Пусть живут нахуй. Зато они за нас повоюют, джихад сделают против Москвы. Как вам идея такая? Это вот прям сейчас мне это в голову пришло, блядь. От таких всяких комментариев, блядь. Поэтому я считаю, что, блядь, для нас первая задача, блядь, найти тех людей, которые не боятся взять в руки оружие. А это вот эти как раз таки, блядь, ИГИЛы, Хизбут Тахри и всякое вот это, блядь, поебутина. Понимаете? С ними легче договориться, блядь. Они нам ни братья, ни сваты, нахуй. Похуй, кто они там, блядь. Понимаете? И мы также им, и они нам также. И все. Чисто, блядь, ахща. Вместо ахща мы только им, а может и ахща дадим, конечно, мы им дадим землю свою, блядь. Подарим им землю, потому что эта земля вообще по идее Аллаха. И каждый должен, как говорится, там найти свою, как говорится, кусочек земли и жить. А им никто не дает. Везде там гоняют, тут гоняют, везде. Порядка нет. И в Сирии кинули их, грубо говоря. Ну вот как раз мы можем воспользоваться. Но для этого, как говорится, где эти переговорщики? Вот так вот. Так что я вам примерно подкинул. Есть и такой вариант. Если вы не можете нахуй умирать за свободу Башкортостана с Татарстаном, значит нанимайте. Как в прошлые года, так скажем, в истории этих ассасинов. Ассасины, они наши ассасины, блядь. Наемники. Вот и все, без проблем, блядь. Они и Путину голову принесут, и Соловьеву, и Скобееву, нахуй, всем, как говорится, ноздри повырывают, нахуй. А может, и скальп, нахуй, привезут. Проблем нет. Так. Так, давайте уже, тут я добил, не добил. Да, здесь уже я все сказал. Давайте перейдем. Перейдем к Куштау-Байрам. Посчитаем новости Куштау-Байрама. О чем тут говорили.
Так. На свою беду. Сейчас вот это запись поставим. Так, скажу, 83 человека сидит в Ютубе, 9 человек в ТикТоке. Рахмат. На свою беду Нарышкин пытается скопировать прием Патрушева. Для отвода глаз, покритиковав США, он неожиданно призывает дать им последний шанс выполнить Минские соглашения, то есть в конечном счете вернуть Донбасс под контроль Украины. Послушаем этих уебков. Согласился бы с предложением Николая Платоновича о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать Ваш последний дедушка пидор. шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Что значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я... Или признавать суверенитет. А я Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да или нет. Поддерживаю предложение Вот в такой... вот я просто поражаюсь, нахуй, блядь. Вот видя вот это вот, как он говорит, как школьник, которого отчитывает училка, нахуй. Пример вот такой, блядь. Взрослые люди. Mana shuni boshqir bilan totarlar ko'ray, блядь, ayma. И вы это просто вот... Как вы можете пропустить это все, блядь, Sizda ozgina g'ururlik yo'qmi nахуй sizda? Mana shunday хуйтаны ko'rib, блядь, нахуй. Вы не можете сказать, что, блядь, нахуй, мы не можем уже это терпеть, нахуй. Давайте будем бороться за свободу, нахуй, и так далее. Это же, блядь, пиздец, нахуй. Вот посмотришь на него, он то, что сказал, дрожит, блядь. Взрослые люди, блядь. Этому сраному Патрушеву тоже лет 70, нахуй, точно, блядь. Хуй его, сколько ему, блядь. Ну, может, 65, хуй знает, блядь. И он боится, что он даже что сказал, боится, блядь. И там же его этот сраный Путлер подправляет, блядь. Это же пиздец, нахуй, блядь, нахуй. До такой степени, нахуй, блядь, дожить, блядь. Это же, я не знаю, блядь, нахуй. Себя не уважать, это понятно, они сами себя не уважают там, блядь, одни гниды, нахуй, блядь. Лишь бы им бабло было и все, блядь. Типа похуй, лишь бы Путин был доволен, нахуй, блядь. Бабки идут, нахуй, и все, блядь. Все, чё? Укропы, нахуй. Эти там черный, белый, нахуй, все. Ну, давайте почитаем, что комментирует этот чувак, короче. На свою беду Нарышкин пытается скопировать прием Патрушева для отвода глаз, покритиковав США. Он неожиданно призывает дать им последний шанс выполнить Минские соглашения, то есть в конечном счете вернуть Донбасс под контроль Украины. Но второй раз терпеть он один и тот же номер Путин не намерен. Вы предлагаете начать переговорный процесс или признавать суверенитет республик. Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Обрывает его Путин, давая понять, что вопрос решается здесь и сейчас. Говорите прямо. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или нет. Так и говорю, поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации. Не впопад, отвечает перепуганный Нарышкин, вслед за казаком выдавая далеко идущие планы. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Видите, блядь, Путин его запутал, нахуй. Он там пиздец, нахуй. Обосрался, наверное, блядь. Ах, наверное, его ночью в тот день, нахуй, ебли, наверное, шваброй, нахуй. Вот такой, блядь, всякими, блядь, швабрами, нахуй, блядь, его ебли, наверное, во все щели, блядь. Ах, сука, блядь, завтра, блядь, по-другому будешь говорить, наверное. И таки, короче, он, наверное, сейчас, как говорится, глотнул, нахуй, швабру, блядь, кутене, аузана, блядь, и вот
сука. И тут какой-то отвечает. Эта комедия до сих пор пробивает меня на ржач, блядь. Комментатор пишет, блядь, тут не то, что ржать, блядь. Ну, понимаете, одну вещь, блядь, поржать-то можно, блядь, нахуй. Ну, в этом положении Башкортостан с Татарстаном. Понимаете, блядь? Хабирчики, Миннихановы, Кадыровы, блядь, и все остальные тоже так же, блядь. На швабре, блядь. Нашваброванные они все, блядь, нахуй. Понимаете, нахуй? На швабрах все сидят, блядь. И представьте, блядь, швабра, блядь, да вот так Т-образная, блядь, нахуй, прикиньте. Хуякс, нахуй, в швабру до конца запихали, а там-то, блядь, рогатуля, нахуй, она-то дальше не лезет, нахуй, блядь. И вы прикиньте, нахуй, и они как, блядь, вертолет, нахуй, пропеллер, нахуй, у них в жопе, нахуй, блядь, как у Карлсона, нахуй, блядь. Понимаете, вот, это же пиздец, нахуй, это пиздец, блядь. Ой, блядь, а тут что, блядь, он нахуй рожу приписали, нахуй, гитлерскую, нахуй, рожу этому гандону, нахуй, блядь, Трампу, блядь. Так, что это Гондон, блядь? Миллионы людей погибли. Города превратили в руины. Сталин должен был закончить войну в 1941 году и не втягивать США в бойню и требовать ленд-лиз. Будь я президентом, Гитлер не напал бы на СССР. Вот такой прикол, нахуй. Так, идем дальше. Габбасов что-то пишет тут. Пускай Манкуртар, который визжат пеной у рта, что ничего страшного нету в том, что в школах не изучают башкирский язык, взглянут на себя, как они выглядят со стороны. Это видео яркий пример того, как будут выглядеть башкиры в будущем при таких раскладах. Комментарии. Эх, хуево, блядь, нет комментария. И что тут? Как он? Эй, родной ты, эй, красивый, мамам, папам дантеле. Мог я узнать күп нәмәне һин родной тел аркылы. Был языкта коляскала мамкам сказку көйләгән, а затем төндәр буена бабулям рассказ сөйләгән. А потом ни сәбәптәндер өйрәткәндәр рус язык. Якобы тик ошо телдә алам духовный язык. Почему же нас детсадта һиңә өйрәтмәнеләр? В школе, когда обучали, һиндә өйрәтмәнеләр. Говорят, ин мамай теле, кәрәк түгелһең нигде. Без тебя и хлеб тарылса, нефть-то была везде. Вузга поступать иткәндә, говорят, ин кәрәкмәй. Дальше больше жить иткәндә, нужен ли ты? Вряд ли, эй, родной ты, эй, красивый, мамам, папам дантеле. Только их я обвиняю, өйрәтмәгәнгә һине. Эй, родной ты, аңлаталар, можно жить и быть һинһеҙ. Мама, папа и бабуля оставили меня телһеҙ. Охуенно, да? Подъебка в один момент же. И в тот же момент мы все такие. Вот даже мен өзімні в этом как бы признаю, что какие-то слова, которые мен не могу найти, допустим, на имя, вот видите, вот миксую, да, ведь, миксованно разговариваю, потому что у меня литературного или вообще, блядь, нахуй этого языка у меня и не было. А, как говорится, узбекский я изучал в школе, базара нет. Ну, татарский я не изучал уже. А башкорт тілін вообще даже Б даже не знаю, блядь. Понимаете? Поэтому, исходя от этого, у нас и выходит вот эта хуйня какая-то, блядь. Мы говорим и на татарском, и на русском, блядь, и какие-то слова, может, башкорт тілінде тагабыз, узбек тілінде тагабыз, и все микс, блядь. И вот это и есть, нахуй, то, что он вам сейчас рассказал. Эй, туган тіл, эй, матур тіл, она, ата тілім, әлі нәрсеке, короче, стихотворение, да? Исход, блядь, таков. Из той категории, блядь, как мне девчонки говорят, пиши на русском, блядь. Вот так и есть, блядь. Понимаете, блядь? Когда я всегда это говорил, в детстве, в ауле я в глаза видел это, блядь, в детстве. Мои друзья, ну, где-то мне было, допустим, 13 лет, допустим, да, говорили, что
Ненейка. Все в Уфе говорят на русском. Это же русский. Ты чё, не говори на татарском? Русский язык это классный. Вот так они говорили. Понимаете? Это же стыдно. Фу, на татарском не говорят. В Уфе на русском говорят. Ну, типа, как будто они такие невъебенные англичане. И они говорят на английском, понимаешь ли. Ну, не на татарском, блядь, нахуй. Вот вам нахуй, блядь. Вот такая вот молодежь, как говорится, и в этой сфере я, как говорится, тоже рос, блядь. Вот и Шунардан сам оңнағыз, блядь. Понимаете, после этого, что не то, что, блядь, нахуй, после нас, блядь. Вот сейчас даже мы, блядь, как говорится, вот в такой категории живем, блядь, где у нас узкожопый язык, как говорится, на первом месте. И это даже отмечу, что прикол, как вот эта война началась или что, я не знаю. Вот это распределение пошло и в Украине. В Украине что-то они резко вспомнили, что у них есть украинский язык. И начали пиздеть на мове своей. И поэтому, как говорится, там у них тоже пиздец то же самое. А как от этой лихорадки избавиться, блядь, когда у тебя она уже внутри, нахуй, въевшаяся, блядь, нахуй. Вшивая это, нахуй, узкожопый язык, блядь. Только, блядь, сжигать, нахуй, блядь. Сжигать, нахуй, этот язык, блядь. Уничтожать этот язык, блядь, в корень, нахуй. Хуй с ним, блядь. Мы сдохнем с этим языком, блядь. Но после нас этого языка вообще не должны знать, нахуй. Башкортостан и Татарстан, да. Для них он должен быть таким же, как иностранным, каким-то, блядь, из пизды кукуева с Бразилии язык какой-то. Или тайский какой-то, нахуй. Или тот же китайский и какой-то, нахуй, иероглифы всякие, блядь. Примерно вот такой он должен быть. Он должен быть забытый, вообще конченным, нахуй, языком, блядь, оказаться. Вот примерно вот до такой ниже плинтуса спустить этот, нахуй, и смыть, нахуй, в унитазе этот язык, блядь, узкожопый. Когда они говорят, а чё ж тогда говоришь на русском языке, нахуй, вот эти мандалошки, нахуй, узкожопые мне об этом говорят, блядь. Мандалошкам еще раз предъявляю, нахуй. Вы, пидоры, нахуй, 500 лет нас учили этому языку, уёбки, нахуй. После этого вам на каком языке еще говорить? Уёбки, нахуй. Если вы за течение 500 лет не выучили ни башкорт телен, ни татар телен білмейлер, нахуй. Вы же уёбки, нахуй. Кроме своего узкого языка, нахуй, ничего не знаете. Не зря я вам кликуху поставил узкожопые, блядь. Вот именно узкий мир у вас. У вас узкие мозги, блядь. У вас нет расширенности, нахуй. У вас познания и так далее. Такого нет у вас. Кроме водки, нахуй, и, как говорится, ебли, нахуй, ничего не знаете, блядь. Ебетесь, бухаете. Какой там, нахуй, могут в эти мозги влезть еще какие-то другие языки, блядь? Никак. Никак. Кроме, нахуй, своих сраных пушкинских стихотворений, вы нихуя больше не знаете. Поэтому, нахуй, мы вас, блядь, и интеллектуально, нахуй, и по-всякому можем выебать и высушить, нахуй. А мы уже это и сделали, само собой, нахуй, потому что мы знаем и ваш сраный язык, нахуй, и знаем другие языки, нахуй. Да хуя что мы знаем, блядь. И свои языки мы знаем, блядь, нахуй. Проблем нет, нахуй. Плюс еще наши языки дают знать еще много других языков, подобие нашей этногруппы, блядь. Поэтому тут, блядь, нам терять нечего. Теряете вы, уёбки, нахуй. Вот примерно так. Вы только зацикленные в своем сраном мире, сраном языке, нахуй, где вам, блядь, нахуй, другое как будто бы дико. И ваш язык, ваша вот это менталитет только должен проникать везде. Хуй вам, блядь, в сраку, блядь. Хуй, блядь. Ничего такого не будет, нахуй. Пока вы живете, пока этот ебаный у вас путлер есть, отойдет, нахуй, на мир иной, блядь. И вы тоже отойдете, нахуй, с наших земель, блядь. Как миленькие съебетесь. Идем дальше. Свежий опрос Левада-центра.
Независимые исследования показывают, что в январе 2025 года доля сторонников мирных переговоров между Россией и Украиной достигла рекордного значения за все время наблюдения 61%. Тот же опрос показал, что количество сторонников продолжения боевых действий составляет 31%, что также стало рекордно низким показателем. О том, что война в Украине теряет популярность, говорят и другие факторы. Отток аудитории военкоров и рост популярности эзотерики, связанный с предсказанием даты перемирия. Короче, так скажем, блядь, узкожопые обольстились, нахуй, встречи, нахуй, так скажем, блядь, в ожидании переговоров Трампа и этого Путлера сраного, блядь. Примерно вот такая хуйня, блядь. Ну, что я могу сказать, блядь, нахуй? На все воля Аллаха. Мы только так должны говорить, и так только мы должны действовать, блин. Если, как говорится, одна дверь закрывается, значит Аллах Та'аля открывает нам другую дверь. Проблем нету, нахуй. Если не Украина, значит у нас будет другой плацдарм, где мы будем все равно действовать по, как говорится, независимости Башкортостана с Татарстаном. Проблем нет. Главная наша задача — это цель. Вот я вам говорю, цель поставлена. Уничтожить Москву. Кстати, подпишитесь на мой канал «Уничтожить Москву», если вам не трудно. Прям уничтожить Москву. У меня этот YouTube канал есть. Если подпишетесь, хорошо будет. Я там тоже и на эфиры буду выходить. Примерно так. Секунду. Такое чувство, что вот здесь просят люди зарядку. Тик, сука, блядь. Нет, не залазит это нахуй. Так, сейчас, секунду. Тут так полное видео. Вот этот минуту. Представим, что сейчас Украину продавят и заставят Габбасов. более или Пока я зарядник достану. условия, в результате которого наступит мир. А скорее всего, временный. В России останутся некоторые оккупированные территории Украины. Что в этом случае произойдет? На мой взгляд, путинский режим укрепится и усидит точно в этот раз до самой смерти Путина. А это может произойти примерно через 10, 15, возможно 20 лет. Сторонникам независимости Башкортостана в этом во всем, как ни странно, больше плюсов, чем минусов. Есть надежда, что население республики, вне зависимости от национальности, но больше, конечно же, башкиры, прозреют и наконец-то осознают, что пора рвать с этой кровавой, нищей, вечно воюющей, вечно угнетающей свой собственный народ страной и обретать пора независимость. Ну да, тут сегодня то, что он говорил, там 12 минут от этого, 1 минута. Салам, брат, ты откуда? Ты что такие выводы делаешь? Какие выводы? Я не понял. Задай вопрос, ответим. Выводы, не выводы. Свободу угнетенным республикам и народам. Олга. Где чалишься, братишка? В психушке сижу. Я же ответил до этого. Психушки. Так что вот время, как говорится, дают мне в психушке посидеть. Вот сидим. Вот так вот. Так что приходи. Вместе будем вести эфир в этой психиатрии. Надо же как-то бороться, блядь. Так, ладно, идем дальше. Так, средняя взятка, инсайдер Башкортостана оттуда что-то вытащили. Средняя взятка в Башкирии чуть меньше, чем цена подержанной машины. МВД Башкирии обнародовала данные 2024 года. Средний размер взятка составил 131 тысяч рублей. Нихуя цены поднялись там, блядь. Нихуя, блядь. Ну что сказать, почти как зарплата некоторых местных чиновников, только вот в конверте и без налогов. Но самое интересное, это как они вычислили эту среднюю сумму, что сравнивали 5000 рублей в конверте, что-то вроде благодарности за выполнение поручений, и с парами миллионов на тендерах.
Врачебные махинации за пару сотен и покупка тендера на госуслугах. Звучит, как если бы кто-то пытался сопоставить красный и зеленый чай, оба напитки, но один явно ценится больше. Понятно. Чистая такая демагогия насчет Ше уже хайванларны ябарга керек. Что они там пишут, сука? Тебя же происходит отпустят глупенького. Ой, блядь. Пошел нахуй, уебок. Происхатина, блядь. Война ради ресурсов. Да, этих хуев надо заблокировать всех, блядь, заебали нахуй. Так. Думаю, чего так мельтешит, это дебилы нахуй. Пишут, блядь, одно и те же сообщения, блядь. Идем дальше. Крупные российские производители массово подделывают молочную и мясную продукцию. О, ну да. Как вы там говорили, в Европе кузнечиков кушают, блядь, еще что-то там, блядь. А у вас что-то там, блядь, с молоком? А? Что-то, блядь, с коровами-то происходит, нахуй. И мясо куда делось, нахуй, а? Че, блядь, нахуй? Мало человечины, нахуй? Жрать на счете человечину проблем нет, нахуй, как в Ленинграде, нахуй, блядь. В каком-то году, блядь. Производители экономят, добавляя молочку и растительные жиры, а в мясо крахмал, камедь и другие примеси, пишет ШОТ. Нихуя себе. В нарушениях уличены мясокомбинат Атяшевские, ДНК курицы в ветчине, дубки, крахмал и камедь в докторской колбасе. Фу. Русмолпродукт, немолочные жиры в сметане и Русмолоко, поддельное сливочное масло. Да это давно было, нахуй, даже при мне было, нахуй, блядь. Невозможно, блядь, сметану брать, нахуй. Берешь сметану, короче, ниже, допустим, простоквашино или чего-то, нахуй, берешь, там как будто, знаете, блядь, жрешь мел, блядь. Я хуевал, блядь, нахуй, блядь. Вот просто поражался, нахуй. Особенно это дерьмо было, не знаю, какая фирма уже, не помню, 100 лет, нахуй, уже. Меня там нет. Ну, подобие пятерочки, нахуй, блядь. Ну, хотя бы среднее в перекрестке надо что-то покупать, нахуй. Но не ниже, блядь, Простоквашино, блядь, или там домик деревни, блядь. Ну, не ниже, блядь. Если ниже этого, все, ты жрешь мел, нахуй, с алебастром, блядь, типа сметаной, блядь. Представляете, да? И потом говорят, нахуй, Путлер этот сраный говорит, блядь, не, у нас же, нахуй, блядь, все свое. Нам не надо чужое, блядь. Все свое, нахуй, блядь. Охуенно, да, блядь, нахуй. А когда, блядь, вот это санкции были, этот Путин же разоблачали тоже, блядь. Вам напомню, уж тема зашла такая продуктовая. Путлер пидорас, когда из Беларуси, там, из Латвии, когда заезжали, блядь, польские яблоки, лет 5-10 назад, грубо говоря, когда эти санкции начались против этого гондона, тогда он, гондон, нет эти фрукты, нахуй, брать, блядь, раздавать в тюрьмы, там, блядь, детдомы и так далее. Он, гондон, оказывается, все это, блядь, растаптывал, сжигал, блядь, нахуй. Это все он забирал и там же уничтожал, блядь. Понимаете, блядь, он туда подвез, нахуй, всякие вот эти, если представили, как снеготопку, нахуй, как в Москве устанавливают снеготопку, нахуй, там, блядь, везде, кидают туда снег и растапливает. А там, блядь, они ставили такие, блядь, поеботины, типа мусорные баки, огромные, блядь, контейнеры, где растапливали, блядь, ну, сжимали, нахуй, до талого, нахуй, яблоки, нахуй. Ну, короче, полностью уничтожали всю эту продукцию, блядь, которая заходила из Европы. А потом говорили, а вот они же нам санкции сделали, вот они же нам что-то сделали, блядь. А это все эти пидоры все делали, оказывается, нахуй. Понимаете, блядь, нахуй, готовую продукцию из Европы конфисковывали и вот этой хуйней маялись, блядь. А потом очень много конфискат магазинов появилось, блядь, в Москве, Подмосковье, везде, блядь, нахуй. И там они продавали вот эти конфискованные вещи, нахуй, блядь. Я тоже не понимал, что это такое. Таможенные вещи, туда-сюда, вот эта хуйня, да хуя начала становиться, блядь. А это то же самое. Это то же самое, они все брали на то, что заходило с Европы или откуда-то, нахуй, все конфисковывали, нахуй, и ставили магазины такие, нахуй, конфискат, нахуй, и продавали.
Понимаете? Поэтому здесь, нахуй, из той категории, нахуй, искусственный голодомор в Башкортостане, искусственный голодомор в Казахстане. Вот из этой категории, понимаете? Доктрина одна и та же, блядь. Это сталинская хуйня, старая сталинская накалка, закалка, блядь. И этот Путин, нахуй, начитанный гондон, блядь, как говорится, вот такой вот басни, нахуй, Крылова он читает, блядь, и, как говорится, это создает в реальность, нахуй, приводит это в реальность. Вот и все. Поэтому тут нехуй удивляться, молоко, мясо там и так далее. Я же говорю, скоро крыс не останется, нахуй, как в Ленинграде, нахуй. Скоро вы уже крыс будете жрать, нахуй, в колбасе и везде, нахуй, и, ну, хотя бы, как говорится, кожуру, так скажем, кожуру, говорю, блядь, шкуру, нахуй, надеюсь, будут снимать, нахуй. А хвосты, наверное, точно вы найдете. Идем дальше. Вот. Только за прошлый год в России закрыли не меньше 160 государственных больниц. Часто под новую волну оптимизация попадает в больницы и фельдшерские пункты в небольших поселках и деревнях. Таких было закрыто не меньше 40. Люди в итоге остаются абсолютно без медицинской помощи, ведь такие населенные пункты порой даже нельзя вызвать скорую. Само собой. Само собой, нахуй, блядь. Вот так и происходило, блядь, нахуй, и помню, с моим отцом, блядь. Когда у него был, ну, так скажем, последний день, его пока, как говорится, везли в Уфу, он, получается, по дороге уже скончался. Итог в чем? Итог, блядь, что в районах, в регионах, блядь, нету компетентных врачей, блядь, нахуй, которые бы на месте могли бы, блядь, проводить, нахуй, шунтирование, проводить, нахуй, блядь, всякие работы по тромбозу и так далее, блядь, нахуй. Вот и думайте после этого, нахуй, блядь, почему в Пидороссии, блядь, нахуй, не только, блядь, дохнут люди на войне, блядь, а дохнут просто из-за того, что, блядь, нахуй, нет больниц, блядь, нет врачей, нахуй, и так далее. Потому что нормальный контингент, все уже съебались, нахуй, в Америку, и там тусуются и живут нормально, блядь, потому что и здесь им выгодно, и в то же время их ценят здесь, нахуй, и зарплаты хорошие. А в Пидороссии вообще все жопа, нахуй, и через одно место у них все растет, блядь. Поэтому в будущем новом Башкортостане и новом Татарстане будет, как говорится, все по-человечески. Врачи, все будут получать хорошую зарплату, и все, которые, блядь, даже захотят уехать, они уже могут точно передумать из-за таких же зарплат, и плюс они будут жить в своих домах, как говорится, в своих домах, не будут уезжать, родственники рядом, все будут башкорты, татары и так далее. Вот примерно так. Поэтому мы должны эти условия реально создать. И у нас, так скажем, блядь, богатство Башкортостана с Татарстаном этому позволяет. И в идеале, как я всегда говорил, школы и больницы и так далее, все должно быть бесплатно. В больницах, получается, вся амбуланция и так далее, блядь, начиная, блядь, с нуля, блядь, заканчивая нахуй какие-то операционных действий, должно производиться за счет государства. Нихуя ничего не должны брать. Со стоматологией то же самое. Все оно должно оплачиваться государством. Они должно быть все переведено на бюджет. Бюджетная система, ну, как бы государственная социальная система. А у каждого клиента, так скажем, должен быть, вот как у нас здесь, социальная помощь. Это, ну, блядь, медицинская страховка, само собой. И она должна покрывать всю работу этого человека больного, так скажем, да, и реально, если он болеет, короче, ему должна быть стопроцентная нахуй отдача от государства. Нихуй, блядь, нахуй говорить, чтобы он вот столько платит, он столько должен заплатить, то все, этого не должно быть. Все должно быть за счет государства. И это будет именно нонсенс для всего, нахуй, в земли, наверное, даже в мире такого нету, нахуй, блядь, я не знаю, нигде не слышал, чтобы бесплатно что-то было. А вот Башкортостана должно быть бесплатно. Вот Башкортостана, Татарстанда особенно, должно быть бесплатно все. И это у нас позволит наши богатства.
Вот и все. Читаем дальше. Ликвидируют самые разные медучреждения, например, невзирая на призывы власти усиленно рожать. Усиленно рожать. За 2024 год, который был объявлен годом семьи, в стране были закрыты 18 роддомов и как минимум 10 детских клиник. Пиздец. Причина проста и одновременно возмутительна. Нет денег. Больше трети бюджета Россия тратит на преступную войну, из-за этого приходится сокращать расходы на медицину. В 2025 году только прямые траты на войну составляют рекордные 3,5 триллиона рублей. Понимаете, блядь? На силовиков еще 3,5 триллиона. А на здравоохранение всей страны было с барского плеча выделено лишь около 1,8 триллиона. Представляете, нахуй, блядь, 1,8 и там 13. Грубо говоря, 10-кратный нахуй расход, блядь. Добавить еще 3,5, как раз 16,5 получается. Грубо говоря, блядь, нахуй, тут 1,8, блядь. Получается, нахуй, 8-кратные, если там 16, грубо, 8-кратные, нахуй, блядь, нахуй, уменьшенном размере, блядь. Ну, короче говоря, сосите, нахуй, вот и все. Говорят, только сосать, нахуй, не болеть. Так, идем дальше. Вот здесь что она говорит? AQShdagi yashovchi boshqirt aktivisti Aygul G'ayimranova Layonning anisinda tintuv uzgan. Ozodlik radiosi yozamanda. Bugun 20 fevralda ertangi yoqdi siyosiy muhajir jurnalist Aygul G'ayimranova Layonning Boshqirdistonda yashovchi 87 yoshlik anisinda tintuv o'tgan. Tintuv bilan Rossiya Federal Minlik xizmatining FSB Boshqirdistondagi idorasi xizmatlari kelgan. Bu haqda u o'zining Telegram kanalida xabar etdi. Хаумыгыз. Послушаем. Сәлем барыгыз кала. Тагын бер экстренный мөрәҗәгать. 1942 елда минем картатаемда инәемнең атагын немец һәм япон шпионы дип репрессировать иткәннәр һәм ул кире кайтмаган. Картатайма 33-35 тирәһе була. 28 яшьлек картнәем, 2 балаһы кулда, өченчеһе корһакта торып кала. Берүзе үстерә шул балаларда. 5 яшьлек инәем беренче бала була. Һәм инәемнең хәтерендә аталарын алып киткәстен следователь килеп, өйдә актарып, базга төшеп, баздан нимә эзләйһең дип сорагастан, теге тапшыру аппараты, тавыш тапшыру аппараты эзләйбез дип әйткәннәр инде, рация дип. Эзләп картатаемды халык дошманы иттереп судить итәләр. 57 статья буенча. Һәм менә хәзер инәемә 8 тула апрельдә. 2 һеңлеһе үлеп киттеләр инде. Инәем озын гомерле. Исән әле, акылында, намазын калдырмай. Үзе әйткәнчә, эсәһе һуллары бетмәгән. Инәем икенче мәртәбә шундый обыскка дусар булды. Бүген иртәнсәк мин уянгастан телефонда тикшерәмен, апаемдан бик күп шалтыратулар килгән. Апаем әлеге вакытта инәемне карай авылда. Мин башта котым алынды, инәем үлеп китте микән дип. Шуннан унлап шалтырату булган, видео, аудио шалтыратулар WhatsApp'тан. Мин шуннан апаемдың голосовой сообщение дип бит инде. Тыңлагастан аңланым. Уфа ФСБ-нан килеп, судебное решение бар уже, постановление об обыске.
инәемнең өендә шулай тикшерү үткәргәннәр, нимә эзләгәннәрдер. Апаемның сүзләре буенча шкафтарда актардылар, ди. Инәемнең хәерлектәрен, теге кәфәнлекләрен актарганнар, киемнәрен. Шуннан без тула эшләгән вакытта төшкән фотографияларым тора ине рамкада. Рамкаларда шуларда алып киткәннәр. Берһен алып калдым тыйында, апаем әйтте, хәзер алып китәгез, кире бирмәгез. Туганымның истәлеге берәүдә юк дип, апаем алып калган. Ниндәйдер видео күрһәткәндер, улмы дип, апаем мине танымаган, чөнки бер яктан яхшы тугандарга үзеңнең нәмә белән шөгыльләнгәнеңне, кайда йөргәнеңне һөйләмәү, аңлавымса яхшырак булып тоткан. Чөнки ысынлап та апаемда туганнарым бер нәмә лә белмәйләр. Минең каядыр юлга чыкканымды, кемгәдер барганымды, кем беләндер аралашканымды беркем белми. Буны дөрес, буны хак, һәм апаем ысынлап та мине танымаган да видеола, ул һин түгел инең ахыры, ул ти нинди видео икәнен аңлата алманы. Төп гаеп, нишләп ул украиндарды поддерживать итә дип һорайлар инде, әйтерһең апаем белә инде аны. Ни өчен? Үзен әйттем инде, чөнки справедливость был теге тиз генә һөйләгәндә сүзләрдә лә искә төшереп бетереп булмай. Справедливость, волнуется, украиндарды поддерживаю. Чөнки һәр милләт, һәр халык үзенең үз билдәләнешен хакларга тиеш, тотырга тиеш, көрәшергә тиеш шуның өчен. Шуның өчен мин украиндардың милләтчеләре менән дә яхшы мөнәсәбәттә һәм үзем милләтче булгач, мин уларны яхшы аңлайм. Менә шундый яңалык минең авылдагы өйдә булмаганга әллә күпме гомер, нимә эзлиләрдер, әмма фотографияларны бис алып киттеләр дине. Һәм һорашкандар инде, касан китте ситкә, кемгә кияүгә сыкты. Хатта теге туйда Худагый Аврамдың әсәһенең фотолары бар инде, алар да килгәннәр инде бит никахка. Шуларны да алдылар, ди, һораштылар, исеме ничек, белмәйбез, ди. Алар белмәйләр, ысынлап та. Худагый, Худа, бәләкәй Худа, олы Худа, теге исемнәрен хәтердә калдырмайдар, һәм мин теге исемнәрен әйтеп һөйләшмәйм дә, тоже кызык. Менә шундый хәл. Хак булыгыз, бер-берегезне хаклагыз, яклагыз. Мин аңлайм, был хәлләрдән һуң хәзер инде минең өскә бысрак ата башланасак, дискредитациялау башланасак, әзер булырга кирәк, тугандарыма ла. Бер әйбер бар, без ысынлап та яңадан 30-нчы елларда гына кайтабыз, чөнки тугандардың хәзер килә һазнага тугандарымды Өфөгә ФСБга сакыргандар инде. Апаем бара алмайм, мин инде ташлап китә алмайм дигән. Ир тугандарымды, агайымдардың барыһында, наверное, сакырдар инде. Уларның балаларына ни булыр? Теге хәтерләһәгез, Совет заманында сит илдә туганы булган кешеләр ниндидер каравыл астында була торган инде, буна хәзер шул заманга итәбез ахыры. Ай-ай-ай, нинди заманда яшәйбез? Менә шундый хәлдәр. Хәерле көндәр барыгызга. Көндәр йокларга ята, тыныс йокы. Бирешмәйбез. Ирекле Башкортстанда күрешкәнгә тиклем. Что я могу сказать здесь? Если помните, я говорил когда-то Мин Узем в прошлом году еще, когда еще я себя не показывал, я предупреждал аудиторию, родственникам, сразу заяву кидал, что это не ихняя проблема, они не знают. На самом деле Миндада шумды хуйня, она правильно сказала, что никто не знает об этом, они вообще не при делах, они даже не знают, где я, во-первых, блядь, они вообще в ахуе будут. И по всему Башкортостану, если где-то я уже сверканулся, если, да, ведь родственники, наверное, бы увидели бы. Значит, до сих пор никто не увидел, мне никто еще ничего не писал.
значит, внутрь Башкортостана я не захожу. Это так означает. Значит, Башкортостанда меня никто не прокручивает. Башкортостанга, значит, получается похуй, блядь. Икинчиден. Еще одна мысль пришла мне. Почему ее сейчас именно проснулись за ней? Почему именно про нее сейчас вспомнили? Вот про это что-то свежее, блядь. Давайте я его тоже в телегу закину. Это я не знаю. Что-то я не видел. Вот эта мысль пришла в голову, короче, моя. Знаете, какая? И помните, блядь, это Фариду Курбангалееву недавно, блядь, нахуй стуканули, блядь, и ФСБ сказали, ну, типа, тоже, блядь, нахуй, иноагент, блядь, который в Праге, блядь. И теперь доебались до нее. Заметили теперь движение какое идет? А это движение, идет движение Башкортостанда. Понятно, это хабировская хуйня. А Татарстанда Фариду копают. Татарстандагы хуйнялар. Понимаете? Это уже пошло дело по татарам, по башкиртам. Заметьте. До этого в прошлом году такая же хуйня прошла по Кашапову. Потом по каким-то еще людям и так далее. А теперь в этом году взялись за женщин. За татар. И потом Хазаманау Башкирт Хотанна тоже решили, как говорится, прижать. А это наплыв, заметьте, пошел не с прошлого года, а с того момента, как с 20 числа этот Трамп ебаный избрался. Пошло это движение после Трампа. С какой надеждой? С надеждой, наверное, на Америку, допустим, он может выдать, договориться и выдать. А с Европой, наверное, из той категории, что Европе Трамп надавит, они выдадут. Понимаете, вот из этой категории, блядь. И я считаю, если такая хуйня вдруг где-то что-то проскользнет, в этот момент, я думаю, только один шаг есть. Как кто-то говорил, блядь, как это Лапти нахуй, Аляудин говорил, нападите там, и вас пусть убьют. Вот из этой категории. Если вдруг такая хуйня произойдет, самим себя, мы же мусульмане, не должны убивать. Значит, нужно напасть на кого-то, чтобы нас кто-то застрелил. Понимаете? Только этот выход спасет нас и тем самым докажет другим, что назад пути нету отсюда. Только такой способ даст нам, как говорится, если они уже ультимативно нахуй, допустим, уехать скажут, только такой способ даст, так скажем, резонанс, наверное, если начнут отправлять вот таких, так скажем, нелюбителей этого узкого мира. Вот только один только способ есть, блядь. Другого варианта я не вижу, потому что мы здесь не защищены ничем и никем, кроме Аллаха. Нас нигде тут никто не может защитить, потому что мы им чужие, они нам чужие. Вот и все. Здесь всего лишь идет, если Аллах Та'аля нас хочет оставить в живых, значит, он будет нас здесь оберегать. Если он пытается нас впустить в какое-то, получается, испытание, значит, нас могут в любой момент тоже куда-нибудь нахуй отправить, что-то сделать и так далее. Вот и все. Здесь другого варианта нету. И наблюдая, вот я прослушая ее, решил, да, дослушали мы с вами до конца, 4 минуты аж она говорила. Я понимаю, что тут только один выход. Значит, на пятки все-таки вот эти действия наступили узкому миру, особенно Путину. И регионы, которые, нации наши, почувствовали
что что-то тут не так. И развал пидорасии приведет ихней разлуки от Москвы. И им будет пизда. Как я вам всегда говорю, Хабировна, Хамминихановна, бошен олабыз нахуй, без киргеш. Вот примерно вот это и есть нахуй та тема, когда начнут нахуй нас по одному вылавливать. Исходя от этого, тут ничего страшного нету. Тут ничего страшного нету, блядь. Один погоду не сделает. Погоду не сделаем мы, понимаете? Но погоду сделает только наше движение. Наше движение должно максимально распространяться, максимально остаться у кого-нибудь на жестких дисках. Чтобы эти слова, если даже нас где-нибудь хапнут нахуй, после нас они продиктовывались, доносилось до народа и так далее. Вдруг что? Потому что кроме кто меня знает, только знают те, которые сейчас на эфире, кто подписан на меня и так далее. Только они. У меня ни один родственник, вот как раз ее пример беря, это минда бір туғаным білмей, что я вот такой темой занимаюсь. Никто не знает, потому что это не ихнее дело. Это мое личное призвание, я думаю. Это мое личное нахрен, потому что я понял это, другие не поняли, вот и все. А не понимающих там весь Башкортостан с Татарстаном. Откуда могут мои родственники это понять? Они, да, могут сказать, ну, да, и все. Вот и все. Они что мне могут сказать? Они скажут, ой, не делай, и я послушаю их, я не буду делать, что ли? Не из той категории я просто, блядь, нахуй. Мен кутагаму куйып келгенмін бүтінісіне нахуй. И сейчас остановлюсь, что ли, когда мне скажут, ой, не делай, блядь. Нет, так, конечно, блядь, такая хуйня не прокатывает, блядь. Ортка сиерге ярамай, нахуй, понимаете, блядь, нахуй. Нет такого. Назад, блядь, писать, нахуй, нельзя, блядь. Только заниматься правильными делами до конца, блядь. Гнилой базар. Гнида нахуй, Себастьяну отсюда, блядь. Если базар у меня гнилой нахуй, тут вот это вообще тухлятина сраная нахуй. Иди спать, уебок нахуй. Так, идем дальше. Понаехали. 1903 год. Гастарбайтеры, дворники из России в Баку. Вот такая ирония истории. Напомню, что тогда в Баку была эпоха нефтяного бума. Что за нахуй дворники, нахуй, блядь, какие-то, блядь, сука, дворники, блядь, в белых халатах, блядь. Окей, блядь, не понял нихуя. Так, сегодня, ну вот здесь тоже вот. Сегодня 21 февраля, Международный день родного языка. Язык — это ключ и к материальным и духовным богатствам. Народ — мост, соединяющий историческое прошлое и будущем. Есть башкирская пословица «Теле бардан или бар». У кого есть язык, у того есть страна. Выживание нации зависит от судьбы ее языка, поэтому задача сохранения языка и передачи его будущим поколениям в равной степени лежит на плечах каждого. Родной язык начинается в семье, давайте не забывать об этом, друзья. Но заметьте, вот этот, вот мына мен айтмасам кім айтсын енді, мына менің бір нәнәм башқұрт бола тұрып, мына мен сізге мына айтам, мен башқұрт тілін білмеймін, имеется в виду сөйлешірге мына шулай в наглую там, так скажем, блядь, мен оны не могу, да, это говорить, потому что я не привык говорить. Но мана шул эфирны мына Куштау байрамны алып барган кешеләргә мен аптырыйм. До этого я вам прочитал на татарском языке, что какое-то стихотворение, да, ну, какое-то такое странное, но в то же время попытался я вам прочитать. Но мен сезгә бит аны татар телендә укыдым. Мана шул әйберне мен заметил, мына уже несколько раз, но я не хотел говорить об этом. Уже, наверное, скажу, вот уж 21 бүгін нәрсеке булгач, уже 22-си бит инде. Международный татар, башкорт татар теле. Всех языков, допустим. Но почему вот это все, манабу, вот эта вся суть написана на русском? Мана шуны бит инде хотя бы башкорт телендә язып була да инде.
Мана шуларга мен оптырым. И мен заметил одну вещь. Я вам приведу сейчас издалека несколько примеров. Допустим, не допустим, я это проводил в своей голове, блядь, это я встречал. Вот когда в детстве я одну вещь замечал. Я же как бы в какое-то детство в Узбекистане жил. Я понимал, люди есть с акцентом, которые говорят, и без акцента. И вот в Узбекистане без акцента говорили корейцы на русском. Вот они знали писец хорошо его, без акцента. У меня, может, тоже был без акцента, но у меня склонялось, вот люди мне говорили, что у тебя какой-то татарский акцент. Может, узбекский у меня был тогда акцент, я не знаю. Но у этих корейцев не было акцента. Потом, через какое-то время, замечать начал еще где-то, тоже какие-то нации, тоже не было акцента. Я, ну, как бы, не в том смысле удивительно здесь, а то, что говорят хорошо на русском. Окей. Но заметьте, башкирт tilinde men bir-birini angladim. У меня районларга не касается. Вот откуда я, Башкортостандан, biz сразу автоматом сөйләшәбез үзебезнең телдә. Без анда урысча сөйләшмибез. Да, мы добавляем русские слова, вот как обычно, да? Но вот как я вот этой темой начал участвовать в этой теме, я заметил одну вещь. Нәрсәгәдер татарлар үзенең телендә постоянно сөйләшә. А мына башкорт сразу урыс теленә переключаться итәләр. В чем проблема? Я не могу понять. Мана как раз таки, как раз мана мен сезгә шул көнне сезгә прям напоминаю, даже мана бу әйбер белән нәрсәгә башкортлар, корейслар кебек урысча сөйләшә. А үзенең башкорт телендә сөйләшми татар белән или башкорт белән нәрсәгәдер алар урыс телендә сөйләшәләр. Что вы, корейцы, что ли? Я не могу понять, блин. Вот этого я не могу, вот вообще не могу понять этого, почему так. Да, можете сказать, блядь, отмазаться. Ну, без бит 1,5 миллион гына бит. Татарлар 8 миллион. Үзбәкләр 37 миллион. Казаклар 20 миллион. Таджиклар 8 миллион. Кыргызлар 10 миллион. И что с этого? И что с этого? Что 1,5 миллиона может быть үзенең телендә сөйләшергә. Нәрсәгәдер маленькой какой-то стране, там где-то там ниже Америки, блин, Южной Америки, все говорят на своем. Там явно не все говорят на английском. Они даже не знают английского там, блин. Хоть и рядом живут, блин. А нәрсәгә башкортлар везде сөйләшәләр урыс телендә, блядь. Мин шунарга аптырыйм, блядь. И особенно это бесит, я не говорю с регионов, внутри Башкортостана. Мына мен сколько это на своем примере могу привести. Башкортостанның Уфада особенно бөтенесе урыс тілінде сөйләшә. Нахрена? А мен ауылда сөйләшәм үзебезнең телдә. Онда урыс тілінде біз так себе генә сөйләшәбез, так себе генә, мына просто так себе генә, блядь. А күрше менә авылларымда, башкорт авылларында чи башкорт диябез буларны. Только башкортча сөйләшәләр анда, блядь. Бер кем урысча сөйләшмәй анда, блядь. Это я вам пизбы говорю, нахуй, гарантия, блядь. Потому что мен дохуя мен анда авылларда йөрдем, блядь. Я торгаш по жизни. Медом занимался, туда-сюда, бал-мал, олайым мен. Біз бір қашанда, блядь, нахуй, урыс тілінде анда сөйләшмейік. Но вот в интернете, я не знаю, блядь, или как, я не знаю, блядь, я заметил, все на русском говорят. Почему так? Почему вы даже не берете пример у татар, которые говорят на татарском? Когда мы говорим, что татарларда білмей диябыз, нихуя подобного. Башкортларда, блядь, 99% нахуй, блядь, урысча сөйләшәләр. Нахуя? Еще добавлю.
Koreys deganda esga tusha qozoqlar. Qozoqlarda da shunday xuyna. Qozoqlarni da shulay 99% urus tilida сөйләшә. Нихуя o'zini tilida сөйләшмей. Нихуя. Это даже спорить не надо со мной, блядь. Принципиально олар урысча сөйләшә. Мин аңламыйм нәрсәгәдер, блядь. Оларны кылыгын аңламыйм. А Узбекистанда наоборот, нахуй. И нема сез үзбекчә белмисезме? Они говорят. Ты что, не знаешь узбекский? У узбеков нет этого. Это нельзя даже оспорить. Узбеки даже, блядь, нормально на русском не умеют говорить, если уж на то пошло. Это не унижение. Это, наоборот, должно быть уважение. Нахуй этот русский язык, блядь. А у кыргызов опять такая же хуйня. Они же москвичи у нас, блядь, кыргызлар, блядь. Кыргызлар вообще пиздец, нахуй. Красножопые, блядь. У них у всех красные паспорта, блядь. У таджиков 50-50. У таджиков вообще геморрой, блядь. У них только есть таджикский язык, блядь. По идее, тоже нормально. Ну, которые не знают узбекский, говорят на русском. А которые, если узбекский знает таджик, ну, все, ему нахуй и русский не нужен. Потому что он с нами уже лялякает легко. Получается все-таки, как я говорю вам, айталар бит, нәрсәді тортмаса кан тартады, ялар бит. И мне так кажется, если возьмем от кыргызов движение, все-таки кыргызларны каны Алтайдан чыккач, все-таки тянет под Алтай, мне кажется, их, блядь. Прет их на русский язык. А казаклар, наверное, из-за того, что очень близко живут с Россией, они говорят так. А башкортлар живут внутри России, говорят урыс тілінде. Это понятно. Но почему мы постоянно должны разговаривать об этом и упрекать об этом? Почему они не знают свой язык? Хоть и они чуть-чуть что-то они знают там, но принципиально, блядь, нахуй, олар бүтін жерге урыс тілінде идут движения. Я это предъявлял в прошлом году еще, в мае месяце, Габбасову. Габбасов не вышел со мной общаться. Вы, говорит, не так общаетесь. С Габбасову я пытался написать. Думал, выйдет на общение, поговорим туда-сюда. Нихуя. И самое интересное, урыс тілінде вроде меня жауап берді. И бүтін жерде урыс тілінде гына сөйлей. Сәлам ва сәлам дия да бітті, хайыр дия, и все шуның белән, блядь. Бүтін әйбері оларда урыс тілінде бара. И шул кеше башкорт үшін көрәшә, блядь. Аузына тышим, блядь. Просто хуею, блядь. Просто у меня мысли до хуя не вмещаются в мозг, блядь, мой, блядь. Что, почему так, блядь? Мен башкорт нәнәм белән гомер буе башкорт нәнәм белән без татар телендә сөйләштек. Башкорт нәнәм башкортча сөйләшмәй. Ул сөйләшә вообще үзбәкчә. Потому что ул яшьлегендә китеп калган анда. Все, ул үзбәкчәгә үткән аны теле. А без өйдә татарча сөйләшәйек. У нас общий был один язык на всех. Татар теле, все. Хз, откуда он взялся. А потому что у меня мама татарка. Оттуда он и взялся. Но почему-то его знал мой отец, узбек, наполовину башкорт. Почему-то он говорил на татарском. На зубок. Ну, ни хера мы не знаем башкорт телен. Но я этим не печалюсь. Мен башкорт белән татар телен не разделяю вообще. Потому что мы друг друга поймем так и так. Вот и те, которые, блядь, не знают и башкорт телен, и татар телен, это пиздец. Это вы ни в какие рамки не влазите, блядь. Потому что с вами приходится пиздеть на русском, блядь. Вот это, блядь, нахуй. Аңламадым. Вот такой дебилизм, дуслар, блядь. Если мы это не будем разговаривать, упрекать людей, мы никогда их
не поставим на истинный путь, блядь. Хар вакыт тыкать надо. Хар вакыт, блядь, оларга надо что-то доказывать, чтобы эти придурки разговаривали на своем языке. Я всегда этот упор делаю, знаете, на что? На то, что, блядь, нахуй, люди, получается, в Европе не говорят на чужих языках. Когда вынужденно, когда ты пиздишь на ломаном английском, им приходится, французам, отвечать тебе на английском, который тоже они нихуя не знают. А без шапля халимага ушаб, блядь. Сразу, урысша белән бит мин, урысша сөйләшәм аның белән, нахуй. Нахуй мен аның белән башкортча сөйләшәм, блядь, или татарча. Юк, мен аның белән урысча сөйләшәм. Шо, мин бит беләм, блядь, нахуй. Мин бит шәпле, нахуй. Петух, блядь. Этаж. Идем дальше. Ты что, баба? В Свердловской области срочников шантажом и обманом заставляют подписывать контракты с Минобороны для участия в войне с Украиной. Началось опять, блядь. О шантаже и обмане Свердловские срочники заявила председатель местного союза комитета солдатских матерей Марина Лебедева. Она рассказала, что в контрактнике записывают солдат даже с переломом ноги. Заебись. Иногда начинается шантаж. Да ты что, баба? Приедешь, купишь себе тачку крутую. Да ты что, баба? Блядь, давайте уж читать правильно, да? Мы же все-таки узкий жоповский язык знаем, блядь. Приедешь, купишь себе тачку крутую. Да что ты там в деревне забыл? Там нет перспектив. Некоторые соглашаются. И дай бог, чтобы они потом не на первой линии оказались. А ведь есть случаи, когда все это обманом устраивает. С 23 января по 6 февраля солдат срочной службы лежал в госпитале с переломом ноги. Вышел из госпиталя на костылях. А ему говорят, 4 февраля ты подписал контракт. Подключила штаб нашего округа, вышла на командование части, и что вы думаете? Они присылают документы, подтверждающие, что он сам подписал контракт. А там хорошо видно, что подпись стоит точно не его. Заебись нахуй. Заебись. Ну, я же постоянно такие темы мы раньше читали, постоянно. Я вам говорил всегда, что эта хрень только закончится когда? Куда она делась сейчас? Тогда, когда вы начнете ебашить там в армии, куда вы уже пошли, да ведь? Всех нахуй расстреливать будете нахуй подряд. Этих всех офицеров, хуицеров. И тупо пойдете за Баба-Ягой, как там, блядь, нахуй вот так будете говорить, чтобы Баба-Яга вас не ебнула. И скажете нахуй Баба-Яге, чтобы она повела вас, блядь, не по минным путям, нахуй, тропам, нахуй, сдаваться в ВСУ. Вот только вот этот у вас есть сейчас, да и он всегда был этот ваш шанс. Себастьяну с этой пидорасией. Вот и все. Лучше нахуй отсидеться в плену и сказать, что вы будете служить против русни. И как-то там нахуй переформатироваться нахуй против русни. Вот и все. Проблем нет. Легче нахуй стрелять по Москве, чем нахуй по Украине, поймите. Хоть и живые, может, останетесь, в конце до концов, блядь. Потому что в Украине больше работают по дронам, с дронами. А люди, как говорится, там дефицит. А вы уёбки нахуй уже, так скажем, нахуй, предатели. По крайней мере, нахуй, со всех щелей. Вы уже нахуй нигде нахуй не котируетесь нахуй. Костылями, вон, видите, идете нахуй. Поэтому ваша задача, блядь, самоуничтожиться нахуй хотя бы на стороне Украины. Другого варианта нет. Вот как и в ИГИЛе нахуй самоубийцы всякие привязывали раньше бомбы себе. Вот можете даже так идти нахуй. Потому что вы уж все равно и там утили уже, блядь. Толка нет от вас, блядь. Дочитаю. Лебедева привела еще один пример. Срочник ушел в увольнительную, вернулся в часть, а его объявили сходившим в самоволку. Пригрозили, что обвинят в даче взятки для выхода в город.
По словам Лебедевой, ей пришлось с родителями солдата ехать в часть, и им командование заявило, что это досадное недоразумение. Понимаете? Тут этих небылиц всякой, блядь, уже тошнит, блядь, за эти 3 года слушать, нахуй, вот это дерьмо, блядь. Ну, порой, видите, попадает, нахуй, такая хрень по новостям, блядь. Ну, приходится читать. Ну, это до такой степени уже детский сад, лохотрон, блядь, конкретно, нахуй, где нас, блядь, всех, блядь, считает, что мы вообще куку, нахуй, да, ведь на бошку слетевшие люди, да, ведь, и это мы как бы как губка впитываем, блядь, нахуй. Нихуя. Biz anda түгел, Аллаха шүкір, biz anda түгел. Но вот сіз, блядь, нахуй, сіз, который внутри, блядь, Башкортостан, блядь, Татарстанда, вот вы сейчас вот такие зомбированные, нахуй, люди, блядь. А вы это должны понимать, понимаете? Вы должны это понимать, что вы зомбированные, так что вам, ну, как сказать вам, нет, так скажем, блядь, нахуй, пощады, что ли, нахуй, от царя, блядь, батюшки вашего, блядь, нахуй, ебаного Путлера, блядь. Я не знаю, блядь, вы уже, это как прокаженный, лар, блядь, прокаженные вы, долбоебы, блядь, которые, блядь, нахуй, идут неизвестно куда, зачем, почему, блядь, нахуй, и в то же время, блядь, еще на костылях. Не знаю, блядь, нахуй. Я хз, блядь, нахуй. Я, вот, так скажем, блядь, нахуй, поражаюсь над людьми, которые, блядь, ладно там, блядь, мы думаем, без высшего образования, там, не учились, какие-то работяги идут туда-сюда. Ну же там же, блядь, мы уже всех наблюдали. Кто только не идет туда, блядь. Там же, блядь, все были уже. Все, блядь, и в высшем образовании, и без высшего, блядь, похуй, блядь, все там были. Получается, нахуй, чё? Значит, у них кишка тонка, блядь. Чтобы что-то, блядь, нахуй, предъебить, нахуй, блядь, как говорится, этим, блядь, московским гондоном, блядь. Ну, не знаю, блядь. Вот тут комментарий 6 штук аж накатали. Гильшат какой-то, блядь. Гульшат или Гильшат, блядь, пишет. А вам, сударь, какая печаль? Я оставлю вас с этим вопросом наедине. Я бы ответила коротко и ясно, по-другому такие не поймут. Смысл вы поняли? Мужчина не тот, кто умеет воевать, а тот, кто знает точно, кто его враг. Чеченская пословица. Это такой вот комментатор у нас там какой-то пишет. Понимаете, вот. Мужчина не тот, кто умеет воевать, а тот, кто знает точно, кто его враг. Чеченская пословица. Интересно, да, ведь пословица? Надо еще вдолбиться в эту пословицу. Белорецкие гайцы поймали парня нетрезвым за рулем. И категорически настаивают, чтобы он подписал контракт с МО РФ и ушел на СВО. А при чем тут МО РФ и ушел на СВО? В Белорецке. Белорецк где, нахуй, блядь? И почему, нахуй, он с МО должен подписывать, блядь? С Самосковской области, нахуй. А это же Башкортостан, блядь. Белорецк, нахуй. Башкортостан, да? А подписывать с МО, блядь. Это тоже не могу понять, что за комментарии странные, блядь. По-любому нетрезвый парень башкир по национальности, да? Ему спрашивают. А почему ты о национальности гайцов не спросил? Какая национальность? Об этом не сообщаться, ты националист? Ой, блядь, даже в комментариях у них там перепалка идет, ёб твою мать. Думаешь, что путное почитаешь, блядь. Комментарийларда сигел өткен, блядь. Ну, не все понимают. Владимир Бондар. Вот здесь комментарий. Сейчас прочитаю комментарий вам. Я сам узбек, нормально разговариваю на русском, но с своими братским народом всегда разговариваю на узбекском, но однако многие не хотят на своем языке говорить, а я прямо заставляю их говорить на своем. Ну, значит, уже болезнь и до Узбекистана дошла. Это узкий мир, нахуй. Все-таки проник туда, нахуй, после Каримова, блядь. А, кстати, во время Каримова, нахуй, было как-то, блядь, насчет этого, блядь,
Мне кажется, жестче, наверное. Мирзияев, значит, дал слабинку, нахуй. Все-таки не зря его, нахуй, Медведев с Гондон, блядь, короновал, блядь, тогда еще, блядь. Поэтому, значит, и Узбекистан тоже начал портиться, блядь. Ну, я-то там не живу давно, блядь. Я как-то по своей старой, так скажем, истории рассказываю. Значит, там тоже, блядь, пиздец пришел Узбекистану. Ну, я думаю, все равно не верю, что там до степени, блядь, они на русском говорят, блядь. Нет, не может быть. Просто, как сказать, блин. Сейчас у них, просто у меня сестры учителя, у них сейчас наоборот идет учение в Узбекистане. В последнее время сейчас немецкий учат они, английский не останавливаются, они учат. А вот сейчас они перешли уже, говорят, на немецкий. Вот, поэтому как бы сейчас они ходить начали репетитором немецкого языка. Поэтому, как говорится, кстати, насчет памяти, просто я хуею, блядь, ну у меня с памятью хуево, не знаю, блядь, то ли в армии отбили нахуй мне голову нахуй. У узбеков, вот у африканцев то же самое. Вообще, то ли, блядь, незасоренные мозги, я не знаю, блядь, нахуй. Память, нахуй, ебаный в рот, блядь, феноменальная память у них, блядь, нахуй. Язык, мазык им выучить, хуйня, блядь, нахуй, они все могут выучить, блядь. Вот это, блядь, эта тема вообще, Тамберама, это класс вообще, блядь, нахуй. Вот я это заметил у одного чувака в Норвегии. Он, блядь, нахуй норвежский выучил, блядь. Просто, блядь, ходя с одним чуваком, блядь, на работу. Он просто выучил норвежский, блядь. Я просто хуевал, блядь. А я в школу ходил. И также африканцы. Африканцы тоже приезжали. У африканцев такая же хуйня, блядь. Хуякс они могут пиздеть на немецком, блядь. Или там хуякс нахуй. Ну, французский они само собой знают. Хуякс они могут еще на каком-то языке. Память, потому что хорошая, блядь, нахуй. Даже не нужно им книгу отвечать, открывать, читать. Они просто, вот, живя здесь, могут говорить. А вот чувак один, блядь, чеченец, короче, 20 лет жил, говорит, мне это тоже рассказывали, 20 лет живет где-то в Ставангере, блядь, Ставангере или, ну, где-то там, в Ставангере, я не знаю где. Короче, 20 лет, говорит, живет, нихуя не знает норвежский, блядь. Да потому что нахуй не хотел учить, наверное, блядь. Ну, 20 лет живешь и не знать, но это уму непостижимо. Вот так вот. В течение 3 лет ты уже должен знать, блядь. 3 года, и ты уже знаешь все, блядь. Вот примерно так. Насчет языка. Так. Московиты убили Чавайна, и на его смерти учат любить Россию. Экскурсия для школьников в литературно-этнографический музей имени Сергея Чавайна организовывала прокуратура. Детям рассказывали, как преданно и усердно Чавайн трудился на благо России и призвали следовать его примеру. Хотя на самом деле Чавайн противостоял как царской, так и большевистской властям, как оккупационным чужим для Марии. Но этого детям никто не расскажет в присутствии прокуратуры. Чавайна, это Марит, что ли, какой-то Мари говорит. Моркинский район. О, Моркинский район. Ауза натащим, блядь, нахуй. Моркинский район, блядь. Пиздец, нахуй. Кстати, меня же, нахуй, блядь, жена же, блядь, пыталась, нахуй, блядь, так скажем, блядь, отправив в эту войну, нахуй, грубо говоря, убить меня, наверное, хотела она, блядь. И так вспомнил, нахуй, тут написано Моркинский район, блядь, нахуй, блядь. Она же у меня Марийка, блядь. И пиздец, нахуй. У них, блядь, вот, видите, даже у марийцев был какой-то Чавайн, блядь, который, как говорится, боролся, блядь. А она, вот, грубо говоря, манхуртка, нахуй, своего марийского народа, который, блядь, нахуй, уже забыла, кто такие узкожопые и кто их, как говорится, точнее, блядь, марийцев, нахуй, брал в рабство, блядь. И она топит реально за узкий мир. И как бы ненавидит, так скажем, укропов. Они же там называют их укропами. Петрушки, укропы, нахуй, пиздец, нахуй, да? Так.
После ознакомления с биографией литератора, школьника заставили принять участие в интерактивных площадках экскурсии в Музей боевой славы, волонтерство, письма солдату на базе Куркатовского лицея. Каркатова. Охуеть, блядь. Такая... Так сказать, почтили память убитого НКВДшниками литератора написанием доброжелательных писем потомкам его убийц и сбором гуманитарки для имперской армии того государства, которое всю жизнь преследовало и презирало Чавайна за то, что он Марий. Прям Мариэль, короче, такая тема. Удивительно, нахуй. Это как раз, это там есть как раз таки Моркинский район у них есть, Каркатово есть, это как раз таки недалеко, ну как недалеко нахуй от этого Ёшки, ну Ёшка говорю, блядь, Ёшкар-Ола, блядь, Ёшка там, они говорят Ёшкой, Ёшкар-Оле, короче, недалеко вот у них есть вот эти, и это луговые марийцы. Луговые марийцы, короче, луговые марийцы, которые очень близки были к Казани, которые, ну так уж перейдем, то, что я знаю, расскажу вам, которые ходили пешком, ну, как бы пешком, блядь, на лошадях и так далее, в Казань торговать. Эти луговые марийцы, как я понял, луговые вроде, не лесные же, луговые, блядь, марийцы, так скажем, очень любили татар. Они как бы банковали, так скажем, блядь, торговали, блядь, на базарах Казани в древности. И у них, и для них это было очень удобно. И они, так скажем, Казань для них была самая развитая территория. Само собой, наверное, чем они могли торговать там? Пушниной, там, я не знаю, блядь, всякой хуйней, короче, в прошлом веке, так скажем, да, и вот примерно эти рассказы я своими глазами, с ушами, нахуй, это слышал от оригинальных марийцев. Поэтому здесь, когда идет речь о том, что марийцы крестоносцы, тут из той категории, как Зеленский еврей, блядь. Понимаете, из той категории. Поэтому нам, когда говорят Идель-Урал и вдалбливают вот эти темы Идель-Урала и так далее, я им говорю всегда, ну, примерно вам постоянно всегда рассказываю о том, что все территории до моря, блядь, эти все территории нам придется все освоить под себя. Понимаете? И те карты, которые вставлены, нахуй, придуманные карты, которые там Коми туда отойдет, это сюда отойдет, нихуя никуда ничего не отойдет, нахуй. Все это будет Башкортостаном, Татарстаном. Почему? Потому что только мы, как исламское государство, можем держать, как говорится, всех на коротком поводке, грубо говоря, нахуй, чтобы в их территорию не пролезли эти узкожопые мрази, чтобы опять их не баламутили и не шли на Казань, как я вам в тот раз Алдар-Батыра читал историю Алдар-Батыра, где говорится, что, ну, я же напомню еще раз, где 100 узкожопых было, или там 100 чувашей было, Башкара, и 200 узкожопых. Они пришли в Казань долбить наших татар. 1704-1708 годах, когда восстания были разные башкиртов и когда вставал Алдар-Батыр. Ну, я вам потом на днях будем читать историю, продолжим читать историю книги Алдар-Батыра. Вот, пройдя вот эту тему, я теперь точно понимаю, что все территории, которые прилегать будут Башкортостану с Татарстаном, должны будут войти именно в наши структуры, наша земля. Внутри эти государства могут также развиваться легко, свободно, нам похуй до них будет, нахуй, как хотят, так и пусть живут. У них свой президент будет, все их не будет, нахуй. Главное, вся территория будет называться Башкортостан и Татарстан. Все. А там дальше внутри что хотят, пусть похуй, что хотят, то и делают, нахуй. Но из-за того, что они остаются внутри как-то, блядь, в Перми, беря, блядь, тут Ижевск, удмуртов, из-за того, что у них маленькая земля, мы ихнюю землю, само собой, можем расширить,
оторвав с Перми, как я всегда говорил, и с Коми, вот так оторвать, добавить им землю, пусть больше у них земли будет. Но главное, чтобы они внутри оставались без узкого мира. Закрыть, грубо говоря, их двойной, так скажем, одеялом, юрганом, двойным юрганом закрыть их, чтобы и к ним не проходила этот узкий мир. И защитой будет оболочкой, так скажем, этой ихнего государства Башкортостан. А Башкортостан, само собой, как исламское государство, мы уже точно не пропустим узкий мир никогда больше. И поэтому и со стороны татар, и со стороны башкортов мощно должны будут стоять армия и так далее. А вот сплоченные армии, допустим, если они захотят, то могут и чуваши, и марийцы, кто там еще дальше, и если они захотят, чуть они, конечно, дальше отдаляются уже, и вот эти мордва, это Эрзя Мокша, как они, Сверсболаянь, Эрзя Мокша и удмурты, они могут сделать вот подобие как НАТО, только не НАТО, это нахрен, блядь. НАТО-пато не надо нам. Просто они могут как бы выделить войска, общие войска в любое время, допустим, вдруг какое-то будет нападение откуда-то, хуй его знает, и у нас должны такие консолидированные нахрен войска быть, которые пойдут на подмогу к любому агрессору. Так что, допустим, если это огромная вот территория будет, и кто-то захочет напасть в какой-нибудь угол этой территории, все, идет вся вот эта, так скажем, орда против нее. А так, когда нет войны, каждый защищает свою территорию, спокойно живут. Все, вот примерно так. Как всегда я говорю, с Казахстаном у нас не будет границ. С Казахстаном нам не нужны границы, но главное, наркотический вот этот хуйню, которая всяко будет идти с Афганистана и из Кыргызстана, до хуя наркоты, оно не должно проникать. Вот эта задача, но эту задачу мы поставим, как вот здесь, как в Европе, будут балансом, это Хорватия. Хорватия это подушка безопасности Европы. После Боснии. Сербия, Босния это вообще конченые, по идее, страны для Европы. Дырявые, так скажем, блядь. Поэтому оболочка, наверное, будет наша стоять уже не в Казахстане, а вниз Узбекистана. Поэтому нужно будет нам там тоже вести договор с Узбекистаном, что низ с Афганом они будут жестко контролировать, чтобы эта вся поеботина оттуда не шла. Само собой, насчет этого тоже нужно будет разрабатывать план, когда уничтожим Москву, нам никто не будет заходить уже с Афгана, с ихней, блядь, дурманной, блядь, анашой, блядь. Почему? Афганцам тоже ультимативное вот это из всех стран будет выставлен, так скажем, блядь, нахуй, наезд, чтобы больше, нахуй, афганцы не сажали этой ебаной, нахуй, наркоту, блядь, нигде. Все, заебали они со своим маком, нахуй, красным, блядь. И чтобы они больше этой хуйней не занимались, тем самым им развить много, как говорится, фабрик, заводов, технологий в их горах, пустынях, в пещерах, нахуй, чтобы они не обитали, а построить им, я в каких-то эфирах говорил, многоэтажные дома, спокойно, чтобы они начали тоже обитать уже в цивилизации. Хватит нахуй и бомбить их, трогать их нахуй, пусть живут спокойно. Вот такая вот план есть, Алла берса, чтобы мы могли нашул әйберләрне эшләргә потом. Чөнки алар мусульман, само собой, там и шииты есть, и сунниты есть, и так далее, и так далее. Но, по крайней мере, создать то, что американцы с сраными, блядь, узкожопами нахуй воевали, мы создадим им мир. Мы не войной к ним пойдем, иншаллах, а пойдем, как говорится, хлебом, солью, как говорится, будем с ними дружить, кушать плов, и нормально будет, нормально дела. И самое главное,
этот Талибан, если даже он будет там Талибан рулить, их поставить над конкретным ультиматумом, что они начнут жить нормально. Вот наша задача организовать нормальную жизнь им. И насчет воды еще решить проблему. Там тут какой-то коллапс нахуй дальше больше идет, блядь, насчет воды. И плюс кто-то там нахуй начал строить по Ебутину. Еще где-то услышал новость где-то насчет того, что... Сейчас вот это сохраним. Что Таджикистан что-то нахуй... Вроде бы Таджикистан строит нахуй 3,5 нахуй, блядь, километровую, блядь, или, блядь, какую-то высоту нахуй, какую-то, сука, высоту нахуй, строит, блядь, нахуй, плотину для воды, чтобы у них была энергия, электроэнергия. И это опасность, они это строят, но это опасность, если когда-то еще говорили в те времена, что если она где-то прорвется нахуй, блядь, то, блядь, пол Узбекистана уйдет нахуй. Особенно наш Узбекистан, который Ферганская долина вроде бы, что ли, или что-то такое, говорили, затопит нахуй, ебеням нахуй, если там произойдет какой-то взрыв, блядь. Поэтому я считаю, блядь, вот этими всякими, блядь, сбором воды, нахуй, блядь, то, что они страдают хуйней, блядь, я думаю, это ошибочные вещи, блядь. Люди, блядь, таки, курмаганны курасы киля диялар bizda. Вот, типа, я не видел, хочу увидеть, блядь. Примерно так, да, перевести можно. Означает оно чуть по-другому, конечно, значение. Короче говоря, увидел и сдох, блядь. Вот примерно так, блядь. Вот этой хуйней мы точнее, они не должны страдать. Они не должны страдать манием какие-то величия, нахуй, и жажды, блядь, нахуй, обогащения, блядь, нахуй. Или там, грубо скажем, утолить жажду, блядь, собрав воду, нахуй, которая может привести к большому коллапсу, нахуй, территории, блядь. Поэтому я считаю, что легче, блядь, нахуй, пригнать в Азию воду сверху с моря, блядь. Вот если оно, блядь, нахуй не идет откуда-то вода, значит, надо если, точнее, блядь, не хватает этой реки, нахуй, значит, к этой реке привести новое русло, блядь. Канал. Открыть канал. Открыть канал, который добавит им мощность к их электроэнергии. Но чтобы они не строили, нахуй, ебаный в рот, огромные, блядь, нахуй, плотины, которые могут затопить, нахуй, пол Узбекистана. Нам это, нахуй, коллапс не нужен, понимаете, блядь. Там 37 миллионов, нахуй, людей живут, блядь, нахуй. Угробить из-за какого-то хуя, блядь, из Таджикистана мы не можем такие глупости, нахуй, совершать. Они уже начали эту глупость делать, конечно, но и если в Афганистане из говна и палок строят, нахуй, без бетона, блядь, нахуй, вот это водяную поеботину, нахуй, таджики, надеюсь, построят из бетона, но гарантии нет, потому что в Таджикистане постоянно идут какие-то ебаные войны непонятные, нахуй, которые с Афгана могут прийти всякие игиловцы и взорвать, нахуй, эту ебаную, нахуй, плотину. И нам этот геморрой не нужен. Вот. Поэтому мы должны со всех сторон, блядь, это действие взять в свои руки. А кто это возьмет, блядь, если не мы? Кто это возьмет? Взять должны только те, которые заинтересованы снести свою власть, нахуй. Вот эту дрявую свою, блядь, СССРскую власть, блядь. В Азии и везде там, нахуй, блядь. Вот смена власти везде должна быть одинаково идти. Но для этого нам нужно снести Путина. Все, вот. Упираемся опять этому долбоебу Путину. У нас нет другого варианта. Еще добавлю, конечно, это мы должны, я в тот раз говорил или нет, мы должны объяснить это нахрен, знаете, блядь, европейцам, что пока мы не уничтожим Путина, Россия спокойно жить не будет. И этот, хуже даже ИГИЛа, блядь, это вот эта заноза в жопе, нахуй, оно будет вам постоянно мешать. Она будет вас постоянно теребить, нахуй, как геморрой, как говорится. Она будет вас постоянно дергать, как говорится, что
Вот-вот-вот-вот начнется. Вот-вот-вот. И хуяк нахуй, как Украина что-то начнется, понимаете? Так что примерно так. Так, вот здесь что за хуйня? От 15 тысяч рублей за услугу. Девушка на 23 февраля. Ой, заебали нахуй, блядь. Опять какая-то реклама. Именно такую услугу предлагают сейчас в Москве для мужчин. За 4000 рублей она поможет слепить пельмени, за 15 тысяч вручить заранее купленный iPhone, а за 50 тысяч попытаться вернуть бывшую. Колдуны нахуй какие-то, блядь. Вроде ебать. Комментарий тут. Знание русского языка это еще не значит, что человек лишится своего языка. У человека возможности не ограничится, чтобы изучить несколько языков. Ну да, частично согласен, но когда в твоей стране, допустим, если мы берем, вот речь идет о Башкортостане с Татарстаном, когда у тебя, блядь, полностью уничтожены твои школы, блядь, ну, у нас речь идет только по уничтожению узкого языка, блин. Поэтому, как говорится, знание разных языков базара нет. Если у тебя созданы для начала, во-первых, твоя страна должна быть, во-вторых, кроме твоей страны, в твоей стране должна быть школа твоя, и потом уже дальше изучай хоть что, блядь, хоть, блядь, китайский, хоть, блядь, инопланетянский язык, да, ведь примерно вот так я думаю. Допустим, во Франции, если, допустим, возьмем, вот я заметил, вот что прикол, блядь, что французы вот реально, да, ведь реально ненавидят нахуй английский язык, блядь, ненавидят. Это прям, у них это такое, блядь, табу это нахуй. И как бы, не знаю, блядь, почему, но у них мысль такая, блядь. Чем он хуже, говорит, от английского? Чем он хуже? Почему мой французский чем-то может хуже быть, чем английский, блядь? Вот и все, вот их, блядь, конкретная тактика. Вот поэтому, почему минем башкорт хам татар телем хуже, чем этот узкий язык, блядь? В чем, блядь, моя разница? В чем разница моего языка? В чем, блядь? Чем, где он хуже, блядь? Такой же богатый, такой же словесный, такой же ругательный. Одно и то же, блядь. Чем хуже, блядь? Хуже только люди. Люди гнилые, блядь. Щереген, блядь. Холок. Комитет Башкирского национального. Обращение к дилерам стран мира. Ну-ка, что они хотят? В рамках начинавшихся переговоров между странами цивилизованного мира и Россией возникает предложение о возможном обмене или освобождении политических заключенных. Комитет Башкирского национального движения за рубежом призывает обратить внимание на положение башкирских политзаключенных, которые на данный момент почти 100 человек. Мы просим в рамках возможного обмена включить в список известных башкирских политических и национальных деятелей, признанных политическими заключенными, некоторых судимых за свои политические взгляды Айрата Дильмухаметова. Я это читал вроде бы когда-то. Мы просим в рамках возможного обмена включить в список известных башкирских политических и национальных деятелей, признанных политическим заключенным Фаиля Алсынова. Мы просим в рамках возможного обмена включить в список известных башкирскую политическую и национальную деятельность и признанных политическим заключенным Рамилю Галим Саитову. Мы просим в рамках возможного обмена включить в список родного брата известного башкирского политического и национального деятеля Руслана Габаса, взятого в заложники путинским режимом Рустама Фарайдинова. Мы просим в рамках возможного обмена включить в список известную общественную деятельность, признанной политической заключенной Ольгу Комлеву. Мы просим в рамках начавшихся переговоров возможно последующего установления мира освободить всех заключенных под называемым по московскому делу. Фатих Ахмедшин, Вилюр Карачурин, Айтуган Малабаев. Тут целая куча, короче, туганлар мында не дочитаешь, короче. 80-90 100 киши мында, Алла бля. Окей, короче. Газизян Хайбуллин. Последняя надпись.
Все перечисленные заключенные были незаконно задержаны, осуждены и на данный момент являются заложниками путинского режима. Все они должны быть освобождены. Комитет Башкирского национального движения за рубежом. Понятно. Комитет национального движения за рубежом — это Габбасова, это, наверное, сайт Габбасова. Он как бы написал туда такую тему, наверное. Ну, ихняя задача писать. Я вам говорю, этим писаниной далеко не пойдешь нахрен. Он нагас брейберна. Давайте вот насчет этой одной темы поговорим, пока не забыл. Оказывается, забыл про это говорить. Ну, буду говорить на русском уж. Вижу, тут вот Володомир сидит, как бы. Он татарский, наверное, не знает, поэтому как бы буду говорить на русском. Вот прикиньте. Вот они пишут освободить, 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 да ведь? Поймите одну вещь. Башкортлар и татарлар, вот вообще все поймите одну вещь, что для нас кто-то освобождать подавно вот этих людей из тюрем никто не будет. Наглый пример вам вот в данный момент произошел. Пример Байдена. Когда меняли Байден, он менял похуй как. И туда попало как-то, блядь, с узкожопами, которые в десна целуются, это вот эта пидораска, блядь, из Башкортостана, блядь. Как это, блядь, я не помню, блядь. Ну, который в Америке живет, какая-то татарка, блядь, из Башкортостана. Нахуй она нам нужна, блядь. Это вот это, блядь, не помню. Здесь ее нету. Чанышева, блядь. Вроде бы Чанышева, Лилия Чанышева, блядь. Нахуй она нам, блядь. Ни в пизду, ни в армию. Окей. Попало, блядь. А при Трампе, блядь, только, блядь, баш на баш спасение, так скажем, блядь, своих, точнее, блядь, своих нужных людей. И всего лишь. И тут вы пишете вот такую хрень, то чтобы они спасли кого-то. Поймите одну вещь. Еще одно сравнение. Худые, кривые, полуживые, настоящие пленные с Украины сидят. Эти-то не пленные. Это просто россияне, которые сидят. А те украинцы каждый день попадают под избиение. Каждый день. Каждый день их мочат, как говорится, в тюрьмах. Если сравнивать вот эту всю хрень, вот эти 3 пункта, получается, что нам никто не поможет. Потому что там оригинальные пленные сидят, оригинальные тюремщики сидят, которым пощады нету. А вы хотите, чтобы, блядь, только что посадивших людей, ну, конечно, там Айрат Дильмухаметов давно уже сидит, Рамиля Саидова уже по второй ходке пошла. Базара нет. А эти молодые недавно сели, да, ведь год сидят. Мы понимаем, сидеть даже один день, Аллах сохласын, я да своему душману даже не пожелаю. Я знаю, что это такое, блядь. Поэтому там очень медленно идет время, я вам скажу. 24 часа ты не знаешь, как провести. Ну, конечно, тюрьме рознь. Хуй поймешь, как говорится, в России как. Исходя от этого, я понял одну вещь, что нам помогут только те люди, которые реально могут помочь самому себе. Значит, это подобие нас должны быть люди, которые реально хотят уничтожить Москву. Только мы сможем помочь вот этим сидевшим людям. 4 года. Значит, мы медленно шевелимся, как черепахи. Значит, они уже год отсидели, им осталось 3, если не добавят. Кому-то 4, кому-то 7, 8.
И не нужно вот эту демагогию разводить, что вас кто-то поменяет. Вас никто не будет менять. Все по блату. Шпион поменяют. КГБшник поменяют. Еще какой-то черт, блядь, путинский поменяют. Все. А вас никто не будет менять, и вы будете от звонка до звонка сидеть на нарах, чалиться там. Почему? Потому что это каждому касается. Украинцы тут не при делах. Они пленные. Башкорт, блин, татар, потому что не хочет идти против Москвы воевать. И вот этот комитет башкирского национального движения не хочет говорить во гласку прям всем, блядь, трезвонить по всем эфирам, имея еще сайт. Это с сайта сделано оно еще. И у них сайт есть, вот этот комитет орг, блядь. Это габасовский вроде бы. И получается, имея такие возможности, не говорит о том, чтобы башкорт-татар взял в руки оружие, вы нихуя не помощники. Поэтому только помощь придет нам от нас самих. Если мы лично сами захотим завоевать Башкортостан, Татарстана, только тогда мы его освободим. А украинцы пришли к этому. Украинцы воюют. Украинцы долбятся, взяли Майдан. После Майдана война, тудым-сюдым. Взятие Крыма, блядь, нахуй. Все, они с тех пор на ногах, так скажем, блядь. Они с тех пор, блядь, в окопах, блядь. Не спят. А мы, блядь, не знаем, блядь, что ждем, блядь. Что ждем, блядь? Что мы ждем, блядь, чтобы Алсынов отсидел, вышел? Ждем, блядь, те по 8-10 лет отсидели, вышли. Айрат Вильмухаметов отсидел, вышел. Да, ждем, да, мы ждем, да, ведь? Мы же не башкирты, мы не татары, мы лохи, блядь. Мы даем им жить там, в тюрьмах, а сами где-то там, в другом месте прохлаждаемся на свободе. Да хоть бомж ты, зато на свободе. Ты на свободе. А они на нарах. Подавно знаете, какие нары. Не европейские. Это вам не Норвегия там, блядь. Там жопа жопой, нахуй. Поэтому, пока вы будете вот так спать, думать, что нам кто-то поможет, то разочарование людей, которые даже сидят, приведет к тому, что мы поймем, что, точнее, они поймут, что их не ждет свобода. Их не ждет свободный Башкортостан с Татарстаном. Да никого не ждет оно, блядь. Потому что мы сидим сложа руки. У нас огромный, блядь, так скажем, блядь, хазар в наших руках, безна кулабызда, возможность. А какой вы можете задаться вопросом? Свобода. Мы свободные. Мы свободные, а они заперты. Получается, мы можем все, но не хотим. Не хотим умирать за Башкортостан, за Татарстан, за Ичкерию, Дагестан. А почему-то украинцы умирают за свою землю, хоть они крестоносцы. После этого у кого иман-то есть, а? После этого как вы будете кричать всем, что вы мусульмане, такие невъебенные, блядь, нахуй. Вот, да яиц, нахуй, сакалы у вас, блядь, аксакалы ебаные, блядь. Чё, где вы, где? Вы пидоры. Для меня вы пидоры, блядь, которые не призывают, нахуй, на оружие, блядь, на войну, блядь, против Москвы. Вы кто, нахуй? Почему украинцы превзошли вас?
А, может, вы отмажетесь, а их же индюк в жопу клюнул, поэтому. Ну тогда вас тоже может какая-нибудь сука должна клюнуть в жопу нахуй, чтобы вы, сука, встали, в конце концов, блядь. Объясните тогда, кто вас должен клюнуть нахуй? Тех же чеченцев, дагестанцев, мусульман, татар, башкиртов. Кто вас должен клюнуть нахуй, чтобы вы стали, блядь? Кто? Объясните, какое животное вам отправить, чтобы он вас клюнул нахуй? Кого отправить вам, блядь? Может, слона, чтобы вас трахнул хорошо, блядь? Один день видел, блядь, гилдырь нахуй у слона, блядь. Ебать там шланг, блядь. Ну чё может, блядь? Берсектертебез нахуй, слонга нахуй, а? По кругу пустим по слону нахуй вас. У вас же дупло нахуй вам, блядь, продырявил он, блядь, в башке, блядь. А? Или как вам, блядь, нахуй? Как вам, блядь, нахуй донести, блядь, что вы что-то засиделись, а? Мудаки, блядь. Почему-то украинцы могут на своей территории ебашиться с этой Москвой сраной, блядь. А вы нет. Вы внутри пидорасии не идете на Москву, блядь. У вас возможность, ёб твою мать, 24/7, блядь. Вам даже идти не надо, блядь, в Украину. Вам идти надо в Москву, блядь. У вас легкий путь, блядь. Вот так не надо зигзаг делать, нахуй, как с Украины идти туда. Который я вам предлагаю. Надо зайти в Крым, потом на Кавказ, с Кавказа на Башкортостанга, потом оттуда идти, блядь, в Москву. Это ебаный в рот, блядь. Нет, легче, блядь, Башкортостан на Татарстан хуйнуть, блядь, по Москве 1500 километров, блядь. Почему мы не можем это сделать? Почему у нас нету поддержки внутри Башкортостана с Татарстаном, которая конкретная поддержка, которая могут взять в руки, как говорится, оружие? Почему вас нету? Почему я вас не слышу? Базара нет, есть, некоторые люди есть там. Я не могу сказать, что и нету. Есть, рахмат Аллаха. Но нас мало. Я же вам постоянно говорю, 50 тысяч. Хотя бы 50 тысяч, блядь. Я вот этого не могу понять, когда вы говорите, что вам, точнее, вот эти говорят, что сидят люди. Конечно, будут сидеть. Если Габбасов вот так призывает народ, конечно, вы будете сидеть. Вы также дальше будете гнить нахуй в этих тюрьмах, блядь. И никто к вам не придет спасать вас. Никакие нахуй американцы, европейцы, вам, блядь, до вас им похуй вообще, блядь. Вы им не интересны. А я приведу вам неинтерес ваш. В каком понимании? Для них, даже украинцы это не ихние люди. После этого откуда нахуй мы, бусурманы, будем ихними, блядь? Объясните мне. Если даже украинцев они считают, что они из узкого мира. Думаете, что, просто так, да их бы давно уже взяли бы в НАТО, блядь. Если бы они не имели бы в своей территории этих узкожопых. Они знают, не берут. Почему? Потому что, нахуй, взять узкий мир, это на свою жопу геморрой. Потому что через какое-то время придет этот хуй какой-нибудь, подобие Путина, и скажет, вы притесняете наших узкожопых, блядь. Мы вас пришли ебать, нахуй. И хуй яс, блядь, война в НАТО. Заебись. Заебись, да? Кстати, еще слышал, что говорят, Путин сказал, что все территории он заберет, которые... Лаврушка, блядь, пидор нахуй, этот гоблин, блядь. Он сказал, типа, я территорию, говорит, я заберу все, блядь, точнее, блядь, пидор Путин забирает, Лаврушка за него говорит, блядь, в этом вроде, где они, блядь, нахуй, в Саудии, блядь, где-то он пиздел, блядь, я не помню. Короче, говорит, территорию, говорит, мы нихуя не будем отдавать. Это мы же не можем, говорит, нахуй, русских как бы оставить, что ли, что он сказал, блядь,
с русскими, что ли, отдавать? А, вот так он сказал, с русскими отдавать. Понимаете, блядь, резко, блядь, на моих тетинских землях в Украине образовались русские. Вот он меня убивает, нахуй. Теперь вам открытие. Почему такая хуйня? Почему Украину не берут в НАТО? Вот такой, блядь, лаврушка придет, блядь, скажет. Зачем вам, блядь, русские внутри Украины в Европе, блядь? Непорядок, нахуй. Надо вернуть, блядь. Как они возвращали Крым, орали везде. На свою гавань. Возвращением на свою гавань, блядь. Поэтому Украина не может войти. Поэтому я украинам желаю взять независимость, liberty, freedom, блядь. Вот это нам надо. Нам не надо нахуй вот это, сука, НАТО, блядь, Америка, блядь, Израиль. Нахуй надо это. Поймите вы свою независимость, гордыню свою ломаете вхождением в НАТО, блядь. Вы становитесь марионеткой. И поэтому НАТО не хочет брать, мусолят в Европу, потому что от узкожопых они боятся. Потому что они могут выкинуть всякую ересь, нахуй, сказать, блядь, что-то нахуй на Варшаве много узкожопых, мы идем спасать мир, нахуй, узкожопых притесняют в Литве, Латвии, нахуй, мы хотим спасти их. Они ждут нас с распространенным объятием. Путин, помоги! Нахуй им это приключение, понимаете? Это полный пиздец, я вам говорю. Это полный позор, блядь, во-первых. И во-вторых, блядь, европейцы, это, мне кажется, мы же говорим, что европейцы не ушлые. Вот именно европейцы не ушлые. Но европейцы не дураки, блядь. Вот именно у нас нету смотреть вот башкортларда, татарларда наперед. А европейцы вот именно привыкли смотреть наперед, и поэтому у них, как сегодня как раз пацанчик мне хвастался насчет велосипеда, неубиваемые велосипеды немецкие, неубиваемые нахуй мерседесики, неубиваемые тачки у них, все неубиваемое, понимаете? Почему? Потому что они наперед живут. А мы живем сегодня, сейчас, нахуй, вот сейчас. Есть пожрать? А, мы живы. Есть чекушка? Мы бухие. Нет чекушки. Проблема, нахуй. Примерно так. А они живут наперед. Понимаете, вот наше отличие. А Украина, это заноза для Европы, которая может в любое время дать нахуй поджиг, блядь, по захвату Московии, этой сраной Москвы, нахуй, территории Европы. И теперь, чуть не забыл сказать, почему этот пидор Путин говорит о том, чтобы пусть остальная остается, и мы ничего не хотим, половину только хотим. Я знаю почему. Это уже третья ходка. Смотрите, писали одну доктрину. Взятие Крыма. Помните, когда-то раскрывали эту историю? Тут везде передавали. Вторая ходка. Заход через лет 5-10 там, в Украину. Зашли. Зашли. Третья ходка, мне кажется, это вот эта ходка. Отдают часть, 80% Украины обратно. Трамп для них как раз гондон нашелся. Помогает. Отдают, уходят, как будто разошлись. Все, там тишина, все, войны нету. И через 5-10 лет они заходят в Украину и говорят: а, вы в НАТО, да? Все, нас не трогайте в НАТО. А, вы в НАТО, да? Они скажут: да. А там что-то русские говорят, что вы притесняете гей-парадами. Гей-парадами притесняете. И хуяхс нахуй. 3 дня и Киев их. Все. Орда придет, опять башкортлар, татарлар, трахнут за 3 дня нахуй Киев и возьмут. Вот и все.
Басня Крылова, нахуй, блядь. На 5, блядь. И все, вот вам нахуй. Понимаете как? Это поэтапное хавание, блядь, нахуй. Поэтапно жрет, нахуй. Падальщики. Понимаете? Летают вон в Америке, нахуй. В пустыне ихнем, блядь. Падальщики, блядь. Вот такие грифы, нахуй. Падальщики, блядь. Вот примерно так. Путлер такой же, блядь. Вы думаете, что? Когда я читаю Алдар Батыра, вы думаете, с первой ходки Казань пала, что ли? Хуй, блядь. Не знаю, 5-10 нахуй Казань не могли взять. Не могли они взять Казань, блядь. Пока не нашли внутренних стукачей. Предателей. Всяких, нахуй, косымовских хуев, блядь. С Нижнего Новгорода, блядь. Или откуда там они были, нахуй. Ну, короче, предатели нашей принцессы Сюембики. Ногайской принцессы. Вот и все. Внутри, нахуй, нашли. А здесь, как сегодня уже говорили, предателей дохуя найдется. Любого можно купить. В это время можно купить любого. Если раньше могли купить, сейчас тоже можно купить любого. Предатель каждый второй. Каждый второй предатель. Бабло дадут, скажут, слей, окей, салют, и твоя безопасность. Ебись хоть куда, блядь. Купи нахуй. Остров в Таиланде, блядь. И все. И самое интересное, тут еще самое интересное, нахуй, блядь. Ну, вчера, да, читал я, или когда там читал, или сегодня читал я, или что? Нет. Как раз вчера вроде читал я, позавчера. Самая тема, блядь, того, что, блядь, все захваченные, блядь, в Украине сейчас, блядь, земли, это все, блядь, благородные земли, оказывается, блядь. Благородные, почему я говорю, потому что, блядь, ёбаный в рот. Все там, как говорится, блядь, нахуй. Таблица Менделеева там, нахуй, блядь. Они все нужные места захватили. Ненужные места оставили, нахуй, Украине. Сосите палец, нахуй, блядь. И все. Понимаете? Захватили все денежные места. Почему? Потому что этим рублевским анакондам не хватает. Не хватает им доить, нахуй, сука, алмазы Якутии и, как говорится, нефть Башкортостана с Татарстаном. И им еще надо, блядь, нахуй. Украинское что-то. И, как я до этого говорил, дорога прямая, сухопутная дорога в Крым. Сухопутная дорога в Крым. Понимаете, смысл какой? Тут можно добавить там, уж пиздеть уж, туризм. Туризм. Охуенный туризм. Конечно, блядь, сука, блядь, в серую зону туризм нихуя не приедет. Ну, 5-10 нахуй приедет. Кстати, если вы в курсе, что когда в 2014 году как раз я заезжал в Крым, там была пиздец нищета. А сейчас ее Тагаденский там понастроили они нахуй на берегу, блядь. Симферополь, Севастополь, они ебать построили, блядь, нахуй. Там пиздец, нахуй, блядь. Поэтому считайте, что слили они там туда бабла до хрена. До хрена они положили бабла, блядь. Чтобы поднять, блядь. И сам один мост сколько бабла стоит, блядь. Один мост, блядь, сколько бабло стоит. А тут, считайте, еще города построили. Ну, я думаю, блядь, нахуй, они так вкладываются не просто так. Вкладываются таким макаром, что они от этого найдут выгоду. А тут, видишь ли, блядь, нахуй, оказывается, им не только просто голый Крым нужен. В Крыму, по идее, нихуя ничего нету там, блядь. Вроде бы. А вот плодородные земли у них не были.
чтобы их расходы оправдывали. Вот они взяли пол Украины. А мы, Башкортостан и Татарстан и другие регионы, зная об этом, молчим, блядь, нахуй. Зная об этом, блядь, что мы же, блядь, 500-летние рабы. 500-летние, блядь. Они-то, украинцы, независимая страна уже. Давно, да? Грубо говоря. Сколько там? 25, 10 там, грубо. 35 лет. 35 лет, грубо говоря, свободные. Ну, как и все уж, и Казахстан, и Узбекистан, и Грузия и так далее. 35 лет свободные. А если они 35 лет свободные, получается, они уже не знают, что такое рабство. Понимаете? А мы даже с 1552 года, с падения ханства, Казанского ханства, мы еще даже не почувствовали, что можно, оказывается, не быть рабом, блядь. Мы же 500 лет рабы, блядь. Мы даже не выходили. Мы даже не выходили. Вы не говорите, что когда-то Башкортостан чуть-чуть был автономным, блядь. Не надо говорить это мне, блядь. Это хуйня полная. Это не независимость это. Это not liberty это, блядь. Это не liberty было, блядь, нахуй. Это просто, как говорится, вы как залупа, нахуй, были. В жопе, нахуй, у кого-то. Вот и все. Просто болтались, нахуй, как хрен знает что, блядь. И все. А также такие же рабы, блядь. Просто название вам дали. Допустим, вместо Васька, нахуй, Иваном назвали. И все, блядь. А так вы одно тоже, блядь, те же, блядь, со времен Алдар-Батыра, грубо говоря, 1700-х годов до сих пор, блядь, 300 лет вы рабы. Точнее, мы рабы. И я считаю, что вот это рабское мышление до такой степени у нас уже прониклось, а украинцам оно как-то в течение 35 лет дало ответвление в сторону Европы. И поэтому у них как-то, так скажем, вот это уже мировоззрение у их уже такое, знаете, свободного человека. Они уже почувствовали свободу. И вот так вот. Даже это я заметил, в каком-то году я был в Белоруссии. Даже Беларусь, она такова. Вы говорите, что в Белоруссии пиздец-пиздец? Да, на самом деле пиздец-пиздец там нахуй. Но народ Белоруссии легко ездит. Точнее, ездил, сейчас уже не может, наверное. Ездил в Европу работать. Они знают, они видели это. Они как бы в десна целуются, блядь, с Европой. Вот, и все, блядь. У них было все чики-пики, блядь. Поэтому белорусам тут даже, по сути, повода не было плакаться. Чем нам даже. Потому что пусть Лукашка хуёвый, мы говорим, блядь, но зато они, хоть и хуёвые, блядь, но ихняя часть людей спокойно жила с Европой. Потому что это было и интересно самому Лукашке. Бабло текло в Белоруссию. А сейчас у него тоже, блядь, всяко нахуй пошел кризис того, что все закрыли. Поэтому вот сейчас, видите, то выпустят, это выпустят, то пытается подлизаться. А почему? Потому что он уже понимает, кстати, я это тоже хотел ответить, забыл, как раз вот сейчас вспомнил, понимает, что Путлер рано или поздно уйдет, и он останется один, а ему нужно оставить своего, сука, сына или кого-то там, внука нахуй, кого-то, блядь, оставить за собой. А для этого, нахуй, он уже не видит, наверное, и он все-таки в политике люди, он не видит, наверное, что будет вся пидорасия сплоченной, как и раньше. И после этого у него всяко уже его, ну, как бы надоумляют. Сейчас, секунду. Этот пазл, блядь. В ТикТоке. И ему уже ихние, блядь, вот эти
кто с ним работает, всякое ему надумляет, блядь, я узнал, что за... Короче, на ум ему капают, блядь, то, что, блядь, Лукашка, блядь, то, что, блядь, рано или поздно что-то произойдет в России, и тебе надо как-то переформатировать себя под Европу, и поэтому надо чуть-чуть подлизаться. Давай это сделаем, выпустим, чтобы оставить за собой. Он любой день может сдохнуть, Лукашка, больной, блядь. И в любой день у него трон будет уже готовый. А для этого он открывает эти дела, понимаете? Не в том смысле, чтобы потом, когда его сыновья или кто-то придет вместо него, чтобы потом ему не тыкали, ты же там сын диктатора, нахуй, и ты как бы встал и вот так вот, блядь, нахуй. Там не будет такой темы, нахуй, с ними, как с Асадом. Точнее, блядь, Асадом говорю, блядь. Ну, та сторона Сирии, Шара, как Ахмад Шара, не будет такой демагогии, как Европа общается. А здесь, потому что нахрен там вообще другая тема. Притом это не в их юрисдикции, так что скажем, блядь, там не граничит с Сирией Европа. А здесь, нахуй, блядь, напрямую это влиять будет к 28 странам Евросоюза, блядь, что с Белоруссией они и в Литву, и Латвию, нахуй, попадают. Может, и, я не знаю, в Эстонию попадает или нет. Ну, или куда-то там в Польшу попадает. Брест, блядь. Вот, примерно так. Поэтому у них безопасность превыше всего. И я считаю, что вот система, так скажем, Лукашки уже подыгрывает, блядь, себе какую-то, блядь, подушку безопасности. А если крякнет Путин или что-то не так пойдет, блядь, с этой Украиной, у него останется какой-то, блядь, нахуй шанс пихнуть своих внуков, детей, нахуй, под этот Европу, блядь. А сам отойдет просто, блядь, нахуй. Или на тот свет, блядь, сука. Или просто заляжет, нахуй, блядь. И вот и все. На дно, так скажем, блядь. И его поставленные родственники встанут на этот путь. А если он бы не сделал бы этого сейчас, допустим, не предупредил бы, что он хочет как бы дружить в дальнейшем или что-то в этом роде, то были бы наезды на его сына, на родственников, что че он, типа, ты был, ты поменялся, что поменялось? А они сказали, блин, ты что, ничего не поменялось. И все. Никто ничего не помог бы, понимаете? Поэтому тут все вот одинаково, блядь. Тут гадалки не надо ходить, что Башкортостан, Татарстан, мы должны научиться видеть вот эти все поебутинские вещи, блядь, которые на мире происходят, блядь. Мы должны, понимаете, такими, так скажем, блядь, как все говорят, мы прагматики или волшебники, нахуй, блядь, ёбаный в рот, блядь, нахуй. Просто давайте чуть-чуть, блядь, Башкортостан и Татарстан зайдет в политику. Понимаете? Украинцы, как говорится, хотели не хотели, их заставили войти в эту политику. Каждый украинец каждый день, как говорится, донатит по 20 гривней, хотя бы, начиная с 20 гривней, наверное, донатит постоянно ВСУ, чтобы ВСУ долбило дронами, блядь, по этой пидорасии. Конечно, блядь, по Москве надо долбить, я этим тоже не согласен, то, что они не туда истрачивают, блядь, эти дроны, ну, по крайней мере. А у нас что? А у нас что? Мы даже не то, что донатить, блядь, донатить даже нахуй меня не надо донатить, нас не надо донатить. Мы даже за все время, когда я, помните, в других эфирах, когда ты говорил, мы даже не можем задонатить нахуй на заказ дрона украинцам, сказать, так, допустим, какой-то там ВСУ, там Вася Петя, короче, давайте мы вам соберем там, сколько вам нужно, допустим, на 10 дронов по Москве там или куда-нибудь, давайте мы вам соберем эти деньги, допустим, они скажут там 2-3 тысячи баксов, короче, ну все,
Мы бы скинулись бы там по 1, по 2 евро нахуй хотя бы. Я не знаю. Скинулись бы все, блядь, с Башкортостаном, с Татарстаном. Заказали бы эти ебаные рогатули, баба-ягушки, блядь, всякие. И все, по Москве нахуй, блядь. По Москве, по России. Да вообще куда-нибудь туда, чтобы был мощный урон, блядь. По этой пидорасии, блядь. Понимаете? Вот, блядь, какими мыслями мы должны как-то продвигать этот колхоз, блядь, который у нас идет вообще, ну, позор, блядь, одним словом, блядь. Просто позор, блядь, для нашего народа, блядь. Я так считаю. Давайте пойдем дальше. Бани, теплицы и сараи россиян попали под налог. Вот видите? Тут первое предложение, давайте сейчас дочитаю и как раз вспомнил одну тему. Вот, насчет того, что, я же говорю, нужно задавать вопросы. Я не могу, оказывается, просто вот, хорошо я читаю, что-то говорю, и без вопросов тяжело, блядь, потом гадаешь, бля, вот это был вопрос, ай, блядь, вот это было, я не ответил, это не ответил. Вот до хрена потом в голову приходит, но уже поздно, эфира нету. Или там что-то происходит у меня. Поэтому вот хотелось бы с кем-то стрим делать. Вот был бы кто-нибудь, который меня познакомил бы с каким-нибудь стримером, который делает стрим насчет политики против Москвы, блядь. Вот в идеале с Украиной я бы поговорил бы, потому что им нужна сейчас конкретные наводки правильные, которые мы мыслим, да, которые мы хотим это сделать, а они об этом никак не могут понять. Поэтому я считаю, что нужно украинцам, которые делают какие-то ближние, так скажем, ходы, люди. Вот Гончаренко, ты депутат какой-то, там, он вроде говорил против Путина, говорю, блядь, само собой, он против Путина, даже против Зеленского он, блядь, тыгодынский конь. Я бы, допустим, с ним сделал бы как его, какой-нибудь стрим, да, ведь, но это не означает, что он против зелья или не против, да, это мне похуй, мне внутренняя кухня неинтересна, блядь. Мне похуй, что там происходит, блядь. Зеленский будет, не Зеленский, разницы нету. Главное, блядь, сделать на эфире акцент, что у него до хрена людей смотрит. Понимаете, вот, допустим, Цымбалюк. Я Цымбалюком хотел попиздеть, а у него порой иногда 39, вот сегодня видел, какой-то эфир был у него, 39 тысяч, блядь, когда-то 60 тысяч у него просмотров, понимаете, блин. Это получается, значит, столько людей можно поднять на уши. Из этих людей потом можно будет вопрос задать, чтобы эти действия перешли уже более какие-то, так скажем, правильные, попали правильным людям, чтобы они уже как-то дальше, уже внутрь Украины эту всю тему занесли. Вот примерно вот так как-то вот хотел бы я помочь. Понимаете, вот как-то так, чтобы украинцы не сдавались и знали, что мы есть из Башкортостана с Татарстаном. Хоть и нас мало, но именно по той теме, которую мы хотим. И вот к этому я как раз, как я до этого, помните, говорил в начале эфира, добавлю, что вот тогда как раз те мировые помощники с солдатами, они бы просто нам подсобили бы и все. Там, принеси, подай, иди нахуй, не мешай. Примерно вот так. А мы дальше уже сами двигались бы по России, там, куда нам стрелять, что делать, это уже нас волновало бы, и все. Допустим, мы могли бы сделать такую хрень. Допустим, захватить Крым полностью. Считайте, если мы Крым возьмем, там оружие будет дохуя. И вот, допустим, можно было бы с территории Крыма, и они же будут считать, что это Крым, их Крым, вот с территории Крыма, где-нибудь, само собой, с какого-то безопасного места, но разницы там нету, любое место может прилететь, со стороны, прям из земли Крыма могли бы мы хуярить по Москве. А вам же нельзя хуярить по Москве, а мы хуярили бы. Понимаете, блядь? Могли бы все нахуй, обойму, грубо говоря, вывести на эту Москву, блядь. Но главное, чтобы попасть по бункеру, блядь, Путлера, нахуй. Понимаете? Вот наша цель, блядь.
Нахуя, блядь, именно не сказано же идти, блядь. Для чего эти ракеты, для чего эта хуйня, блядь? Она дистанцию сохраняет и так далее, блядь. Грубо говоря, из Москвы до Крыма это 2000, ровно где-то 2000 километров, блядь. Это херня, блядь. Вот значит нужно атакамсы, блядь, которые, как я где-то слышал, вроде на 2 или 4 тысячи километров летят, блядь. Нам нужны такие вещи, понимаете? Нам нужны те бомбардировщики, блядь, которые летят, блядь, далеко, и, само собой, их трудно бы обесточить, блядь, или там выбить с этой летящей траектории. Поэтому, ну, вот эта вся хрень, когда ты говоришь людям, что вот надо в руки брать, блядь, оружие и так далее, они мне пишут. Ты, говорит, ебанутый? Или, допустим, в комментариях, да, обычно, когда я какие-то выкидываю, такие пишут, ты чё, ебанутый? Типа, типа против русни идешь и так далее. Вот такая хрень идет, блядь, у людей. А как против, блядь, когда тебя, допустим, блядь, да, если даже возьмем, допустим, Сирии, блядь, нахуй, Асад устроил такие, блядь, нахуй, ГУЛАГу нет, нахуй, блядь, в тюрьмах, блядь, Сидная, блядь, как можно, блядь, нахуй, после этого, нахуй, с такими уродами, нахуй, блядь, вообще что-то делать, блядь? Я считаю, с ними уже никогда ничего нельзя сделать, блядь. Понимаете? Только уничтожить их нужно, блядь. Уничтожить полностью, блядь, в корень, нахуй, и Путина, нахуй, и всю их басуту, нахуй, сраную, до последней уборщицы, нахуй, Кремля, блядь. Понимаете? А если мы будем вот так думать, что это не наша война, и как бы это все нам нихуя не придет, и вы посмотрите через какое-то время, я вот сегодня тоже вроде говорил об этом уже, извиняюсь, посмотрите, что меня уже рубить начинает, посмотрите одну единственную хрень, что Европа только что-то пытается осознать, что-то не то, и поэтому врубились тут Финляндия, Швеция, блядь, там еще кто-то нахрен, ну, Польша всегда есть, вот они начали врубаться в эту тему. А с Румынией я не слышал, что-нибудь врубалось или нет, я не знаю. Вот эти вот страны, блядь, начали что-то бла-бла говорить, блядь. А вспоминая финскую войну, я, как-то ты уже говорил, смотрел один фильм, блядь. Если интересно, вам тоже можете посмотреть. Про название я не знаю как. Ну, это финский фильм, короче. Не знаю, как называется, не помню. Короче, там мужик будет бородатый. Ну, как бы, блядь, ну, вроде бы финский. Финская война, но финская война, но тот фин будет, или я не знаю, то ли он Швеция будет, швед будет он, я, короче, не знаю. Короче, один бабай, который будет воевать с узким миром. Они как бы, как это, живут сами по себе, спокойно, все, показывается там поле, как они туда-сюда скачут, короче, в поле, вот, то все, ну, как бы, финская или шведская земли, короче. И тут, блядь, нахуй, заходят, нахуй, танки, какие-то хуёвины из, это я вам фильм рассказываю, заходят, блядь, из этой пидорасии, блядь, и начинают разгуливать по твоим полям, блядь, там бомбят, тут, то все, твои, короче говоря, земли заходят. И, и он в одиночку, получается, этот бабай, мужик этот, блядь, всех порешает там, блядь, нахуй. И прикиньте, решит вопрос о попадании, точнее, блядь, не попадании, а вообще уничтожит, о том, что в их земли что никто не войдет. Он как бы сделает так, что он вроде умрет или 1000 раз раненый он сам будет. Его поймают, повесят, блядь, потом он как-то оторвется ну, вот, короче, вот такая хуйня. Суть в чем тут, блядь? Суть в том, что он в одиночку
ебашатся с этим узким миром. Понимаете? Получается, шведы или Финляндия, они ненавидят нахуй этот узкий мир, блядь. Ненавидят. Подобие вот таких царьков нахуй в виде Путлера сраного, блядь. Понимаете? Поэтому я считаю, что мы должны тоже такими же быть. Вот они реально, понимаете, ну, так скажем, они реально, вот этот, если брать даже примеры фильма, понимают, что землю чужие не имеют права забирать, если у тебя, как говорится, твоя земля законно уже, все, вот твоя земля, все, живи, короче, вот так вот. И самое, блядь, интересное, что европейцы в прошлом, вот конкретно вот такими отдачами, войнами, я так понял, блин, этот как бы фильм старый, как будто бы, они могли, так скажем, защитить свои земли в одиночку, он с ними будет что-то мутить, в одиночку. А мы, имея столько людей, населения, не можем, не то что в одиночку, блядь, толпой не можем пойти против узкого мира. Вот наш полный, ну, так скажем, абсурдный этот такой, как я в тот день я говорил, импотенция. Вот. Наша реально абсурдная импотенция, которая, блядь, нахрен нам и, ну, как сказать, не дает, блядь, действия такие, которые, блядь, могли бы порешать все. Вот наш косяк, блядь. Мне это очень печально, и я не знаю, блядь. И вот, дочитаю уж вот это. С 1 января 2025 года владельцам хозпостроек с фундаментом придется учитывать его, напоминают юристы. Кроме того, постройки нужно будет зарегистрировать в реестре, а их кадастровая стоимость станет базой для расчета налога. Началось, как говорится, бани, теплицы и сараи россиян попали под налог. Понимаете, блядь? Получается, блядь, даже на баню и еще на что-то, а может еще за туалет, нахуй, блядь, нужно будет платить налоги, блядь. Мы просто дожили, блядь, я не знаю, блядь. Так, я помню, блядь, в Норвегии, не то, что там, блядь, за землю что-то платить. Понятно, там за, если ты забор поставишь, типа платишь за то, что оно твое, или что-то такое, блядь, нахуй. Налог за землю, наверное, или что-то. Но самое интересное, нахуй, в том городе, где я жил, блядь, вода была бесплатной. Вот не поверите, блядь. Вода бесплатная, нахуй. Они за воду денег не брали, счетчик не приходит, ничего не приходит. Хоть выливай, сливай, хоть что делай, это вот вода бесплатная. И когда приезжали то ли из Германии, то ли откуда-то туда, в Норвегию, люди, они говорили, блять, нихуя у вас, типа, вода бесплатная, а у них все платное, потому что там реально, как бы, в Германии и в других местах, я думаю, платное все. А вот Норвегия сделала почему-то такой акцент, бесплатная вода с крана у всех. Ну, вот это меня вообще прикольнуло, короче говоря. А свет, я не знаю, платный, не платный, но вода была бесплатная. Вот примерно так. Так. Ни хрена время 5:30. Короче, туганлар, будем, наверное, закрываться. Потому что пипец нахрен, уже 5:30 время. Давайте будем сегодня, если может, сможем выйти. Сегодня выйдем, посмотрим. Надо это мне еще перемолоть, вот это всю запись, позакидывать на другие мои ютубы. Короче, если что, мне просто рубит конкретно. Спасибо, Владимир.
Если что, как это, блин, подпишитесь на мои каналы другие, на всякий случай. Вдруг вот этот канал опять, блядь, уйдет в контузию, блядь, какую-то нахуй долгую, кому нахуй уйдет, блядь. Неизвестно, когда он выйдет из комы, блядь, потом. Поэтому, если можно, вот прям в этом ютубе, там и в тиктоках, везде, короче, у меня есть ссылки всякие, там, Башкортостан 2025, Башкортостан Алга, там. Все, что найдете, увидите, везде можете подписаться, если вам не трудно. Если вам не слабо, не трудно, не боитесь там, что вас загребут в обезьянник, подпишитесь, чтобы у меня открылся эфир. Мне нужно набрать хотя бы 50 человек для эфира. Не могу, блин. Не могу. Да, окей, спасибо, тебе интересно было. Да, благодарю. Да, приходите. Как говорится, ну, чак-чаков нету, чая не могу вам налить. Чай можно налить, конечно, чак-чака нету. Ну, а так будем дальше продолжать, как говорится, это действие, потому что это свобода каждого народа на земле, это слова и поступки нашего пророка Мухаммада, пайгамбарымыз, нашего пророка Мухаммада, и поэтому мы должны бороться только за свободу людей. На земле больше никогда не должно быть рабства, не должно быть рабства, поэтому мы должны искоренить рабовладельческий строй, феодализм, и вот это все дерьмо, которое, блядь, нам дают сейчас сожрать, блядь, это, скажем, блядь, в кожуре, как говорится, нечистие. Поэтому мы должны, как говорится, все-таки, ну, как цивилизованные люди, должны идти уже не по какой-то феодальной истории, блядь, нахуй, этой пидорасии, блядь, а уже вести себя более как люди 21 века и в то же время помня, что нас ебли эти узкожопые, блядь. Вот только так, только тогда наша цель, та, которую я всегда говорю, Москва будет уничтожена. А до этого ни хрена мы ничего не сможем сделать, пока в руки не возьмем оружие. Вот и все. Давайте, благодарю вас. Я, короче, на бочок отхожу, короче. Потому что это... Хотя какое дело, у кого платно, у кого бесплатно. Не помню, о чем я говорил. Да, дай Бог, чтобы было все хорошо. Да, аминь, аминь, чтобы было все, как говорится, на пути Аллаха, на пути Бога, как говорится, единственного, только единственного, одного. Поэтому Алга Украина, Алга Башкортостан, Татарстан, Ичкерия и Дагестан, и все другие тоже. Давайте. Спокойный день, спокойной ночи. Не знаю. У меня, оказывается, 5:37. Пипец, короче, скоро утренний намаз. Я еще не ложился спать. Но зато от души поговорили. Давно меня в Ютубе не было просто. И вот здесь почему-то показывают 3,5 часа. Интересно. Ну ладно. Как это? Я даже на французском не знаю, как это. Ариуар или Ариуар. Как это, блин? До свидания. Как будет? Я не знаю, блин. Короче, на норвежском знаю. На Хадебра. Хадебра будет, как говорится. Всего хорошего, типа. 6:38. Да, у меня 5:38. Это писец, короче. Это все. Петухи поют. Скоро уже все. Рассвет. Ну, короче, сейчас посмотрим, закрою YouTube первый, посмотрим потом в TikTok, я скажу, сколько сидело в YouTube людей. Ну, все. Закрываем YouTube, посмотрим, сколько людей было. Всем рахмат.